Ассаламу алейкум раматуллахи ва баракату. Масей Гюстикю, всем добро пожаловать. Не забудьте ставить лайки и подписаться, кто не подписался. А так, если мы говорим о местности Ван, Нахачевань, то есть там, где был Ноев ковчег, и оттуда, если, как по всей версии, Урарту-Хуритское государство, и оттуда мы появились, то здесь немножко ареал, он чуть шире получается. Ну да ладно. Благо, что эта местность считается прародиной многих нахчетейпов, нохчи народа, тейпов, не всех, конечно, но часть нашего народа, наше предание связано с этой областью. В основе своей моя гипотеза полностью, я в этом плане согласен с непосредственно с Хасаном Бакаевым, который занимается нашей историей, древней историей, поэтому вот Башлам, никогда не принимай близко сердца дешевые упреки, которые могут писать люди под Валлахи, под левыми никами. Любой человек может написать. Я не воспринимаю, я не говорю, что это кто-либо, поэтому я их и называю нарнийцами. Так вот, давайте начнем с вопросов. Первого, я каждый вопрос буду зачитывать. Во-первых, для начала скажу, что никогда, я клянусь именем Аллаха, Валлахи, Биллахи, Талахи, несуществующих вопросов я сам себе в данном контексте не задаю. Все эти вопросы я взял из-под своих собственных роликов. Ролики, которые я записывал, все находятся, башни, территория, все это находится на территории Нохчи-Чуэ. Исконно Нохчи земли, исконно Нохчи тейпы, поэтому кому как нравится. Надеюсь, вы меня поймете, и зачитывая я удалю. Допустим, я вам буду говорить, какой ролик, и чтобы вы примерно ориентировались, где под этим роликом. Возможно, многие видели. Некий Алекс, несмотря на то, что я удалил ролики и очистил, я еще раз повторюсь, это после того, как я очистил, чтобы не было ссор, чтобы не было междоусобицы. Этот человек зашел и опять принципиально написал вот эту ерунду. Я не говорю, что это сделал там, национальность не указываю, я говорю, что это сделал нарнеец, вполне возможно, но какой он национальности, я не знаю, но я отвечу на его вопросы, поскольку он это оставил в месте, которое обсуждается, где сидят тысячи людей, смотрят ролики, нужно отвечать на вопросы. Ибраим, ты YouTube подключил уже? Можно мне уже зачитывать и отвечать на вопросы? YouTube канал у нас подключенный. Я уверен, что он посмотрит
поймет, что это ему или человек, который написал этот вопрос, поймет. И первый сегодняшний донат это от брата Адлана. Адлан да асайо, адонат да адухуахуэл. Благодаря вашей поддержке, вашим донатам существует сегодня наш канал. Если бы не вы, конечно, сложно было бы проводить эфир. Ибраим, отзовись, скажи, YouTube подключен, мы можем уже отвечать на вопросы. Идет ли трансляция в YouTube? В YouTube в остальных? Да, все. Начинаем. Ролик 9 минут 19 секунд. Это ролик про петроглифы и башня Абрека Анзора. Алекс пишет. Поэтому все башенные комплексы находятся в Ингушетии. Джейрах, Эгикал, Вовнушки, Таргим. Даже есть такое понятие среди историков ингушские пирамидальные башни. Остановимся сразу же на первых двух строчках. Во-первых, не все башенные комплексы находятся только на территории Ингушетии. Со всем моим уважением к нашим братьям. Большая часть башенных комплексов находится на территории Нохчичу. Это раз. Во-вторых, я не говорю, что у вас нету их, они у вас есть. Даже есть такое понятие среди историков ингушские пирамидальные башни. Я не знаю, я заканчивал исторический факультет, я не слышал ничего подобного, что ты говоришь. Может, среди ваших историков такое есть. Но башенные комплексы есть, кроме чеченцев, грузинов. Я не считаю вас, говорю, грузинов. У грузинов тоже хивсуры, сваны, тушинцы, балкарцы, своеобразные башенные комплексы есть у адыгов. Так что не единственные на Кавказе, я уж не говорю про Армению, которые там тоже остались руины башенных комплексов. Не обязательно башни должны быть все одинаковые. В Дагестане есть башенные комплексы, представьте. Там тоже есть башенные комплексы, и они своеобразные, совсем другие, но они есть. Поэтому говорить только о наших не лезет. Дальше. В советское, чтобы знал, уважаемый Алекс, советское пишется через букву СК. Не советское, а советское. Время усредняли и писали войнахские, а реально подавляющее большинство башенной архитектуры являлось исконно ингушской. Но где это сказано? Вот тебе не стыдно, Алекс, писать такую ерунду. Даже если бы это было так, ничего такого нет. Ничего такого нету. Однако, прочитай Джабраила Чахкиева, почитай Маркоина, остальных почитай. В советское время как раз-таки большее количество комплексов, я тебе могу показать и на карте, развалин, то, что осталось от башенных комплексов, находится на территории Нохчичуя. Ну да ладно, я не против, если ты даже врешь, ну хотя бы, зачем ты это пишешь, придя на чеченский канал, на мой канал, под чеченскими башнями, исконно чеченскими башнями, которые, эта территория, чтобы ты знал, Алекс, никогда не входила в состав ни горной Ингушетии, когда она вообще ингушский округ, который создан был всего лишь в 1860-м, ни в Галгай общество не входило. Эти башенные комплексы в Нашхе всегда были и есть. И нету ни одного доказательства того, что его построил кто-либо представитель от тебя или от твоего, не знаю, кого там, строительного рода или кого угодно. А реально подавляющее большинство архитектуры, но это я ответил. Ареал расселения чеченцев, вот это уже самое интересное. Ареал расселения чеченцев был несколько другой. Уважаемые, вы уже нас достали уже. Ареал расселения галга и ангуштовцев тоже был совсем другой. И вас на равнине не было в то время даже. Вообще не было. Ну, ваше расселение меня не волнует. Зачем ты пришел в чеченский паблик ко мне и пишешь, что ваше расселение... Мы свою историю знаем, ты не знаешь мою историю. Ты не знаешь нашу историю.
Ваши фейковые эти, я не знаю, карты можно любую 5 секунд разоблачить. Но вы плачете и начинаете говорить, я про нарнийцев говорю, про достойных братьев я ничего не говорю. Ты зашел под мою карту и мне пишешь, ареал чеченцев был немного другой. Какой? Вы уже достали со своими байками, что горная часть Чечни это не чеченцы, а все, кто живут на плоскостной территории, это чеченцы. Вы дураки, что ли? Я не знаю. У вас вот какой-то комплекс неполноценности или идиоты вы какие-то. Я именно это говорю нарнийцам. Ты считаешь себя образованным человеком, написал тираду, какие были. Ты про ту мульку, которую там написал в Ахуште Багратионе, что на плоскостной территории живут чачане, это все, что ты можешь сказать? А кто был в горной части? Ты хочешь сказать, дышни не чеченцы, майстой не чеченцы, хальдерой не чеченцы, экты не чеченцы, мелхи не чеченцы, тирой не чеченцы, чемпи не чеченцы, шатва не чеченцы. Кто не чеченцы? Это твои проблемы, имбецил. Если наши, мы знаем, откуда мы произошли. Мы спустили все с гор. И потом освоили плоскостную территорию, предгорье и плоскостную территорию. У вас прямо какой-то массовый идиотизм, я не знаю, как это еще иначе назвать. Пришел ко мне и мне рассказывают, где находился ареал чеченцев, где проживали. Ты серьезно, что ли? 4 года я звал и говорил, если кто-то хочет говорить о моей истории, рассказать, которую вы знаете якобы лучше меня, приходите, показывайте свое личико, как, не прячьте, как Гюльчатайка, и расскажите мне. Расскажите того, что мы не знаем о своей истории. В вашей истории мне дела нет. Ты пришел под мою страницу в Ютубе, где я ни слова не говорю о вас, рассказываю о Хайбахском мемориале, рассказываю о башенном комплексе, который находится в Нашхе. Никогда, который не... То есть в Нашхе живут не ногчи, не чеченцы. То есть нашхоевцы это не чеченцы, по-твоему. Ну не дебил ли ты? Чечено было несколько другое. В настоящее время он немного шире, чем в далекие времена. Вот ты грамотно. Да, это вы, наверное, по себе судите. Шире он у нас был еще шире. Вы просто не знаете. Мы об этом говорим. Когда мы показываем ареал своего существования от реки Кумы и до Сулака, вы же начинаете больше всех орать и говорить, что это вот чеченские геббельсы, они соседние земли захватывают и так далее и тому подобное. Разве не вы говорите нам это на нашей карте? Когда мы говорим, что ареал расселения чеченского народа был шире. Нет, вы хотите сузить его. Так же, как и у вас. Если у вас эта проблема, то не нужно с своей больной головы на здоровую перекидывать. Мы прекрасно, еще раз говорю, мы прекрасно знаем ареал своего проживания. И где мы жили, мы тоже знаем прекрасно. Дальше. И не стоит пытаться расширять этнические границы расселения племени, которые сегодня называются чеченцами. Точка. И тут самое интересное. Продолжаю. Человек пришел на мою страницу, где я рассказываю моим братьям, проживающим в Иордании, в Турции, в Германии, в Европе, в Казахстане, в России, все, кто не проживает на нашей территории, рассказываю о наших башенных комплексах. Пишет, зашел ко мне на мою страницу и под моим постом написал: не стоит пытаться расширить этнические границы расселения племен, которые сегодня называются чеченцами. Ладохаш. Экки, Мелхи, Хильдиахой и так далее. Совсем недавно не считали себя чеченцами. Алекс, совсем недавно это когда? Это когда вы в 70-х годах ездили по Бамуту и просили записываться не чеченцами. Вот тогда, что ли? Вы про это меня просите напомнить? Это мне рассказали братья Акинцы, лам-акинцы, к которым я ездил на открытие. И они могут поклясться на Коране, что это было.
То есть вы говорите, что Хильдиярхой, Эхкой, Мелхой и остальные совсем недавно себя не называли чеченцами. Когда это совсем недавно? Совсем недавно это год-два. Совсем недавно, ну, месяц, неделя, две. Ну, пускай будет 10 лет, 20, 30 лет тому назад. 30 лет тому назад Хильдиярхой и все остальные, которые, несмотря на то, что проживают 200 лет в Панкисии, валикум ассалам, 200 лет проживают в Панкисии кистинцы Нохчи, и они до сих пор себя называют чеченцами и Нохчи, это, по-вашему, совсем недавно? В Панкисии, которые проживают кистинцы, чеченцы, дзурдзуки, Нохчи, они себя совсем недавно называли по-другому, вы говорите. Как они себя называли? Может, расскажете? Может, расскажете это Хильдиярхой, это расскажете Мелхой, Майствой и всем остальным. То есть, получается... Так. Дальше. Отвечая на ваш вопрос. Это один вопрос, только один, который написан. Это еще даже не второй. Я просто по нему ареал расселения чеченцев был иначе совсем недавно чеченцев. Даже, слушайте дальше, моим братьям-шатоевцам посещается. Я надеюсь, шатоевцы слышат и дадут, и напишут комментарий достойный. Пишут, даже шатойцы противились. Это история. Мне интересно, а шатойцы противились кому? Они вам рассказали? Да? Это получается шатойцы, это вы рассказываете нам байки, которые во времена царской России кто-то один, который написал, но Берже прекрасно пишет об этом. Всем шатойцам, Хильдиярхой, Дышни, Мелхи, всем остальным, которые говорили, вот здесь говорят, что совсем недавно вы говорили, что вы не чеченцы. Для меня это что-то да, это да. Это история, говорит. Эта история называется шизофренией, которая у вас есть и которую вы пытаетесь навязать Нохчи народу. Ни больше, ни меньше. Вот как. Ингушские башни для своего времени были подлинным чудом человеческого гения. Еще раз. Этот пост про чеченские башенные комплексы. Это территория Нохчичуя. Это территория Нашхи. Понимаете? Это не спорная территория. Она никогда не была спорной территорией. Она всю жизнь была и есть и остается горная часть Нохчичуя. Горная Нохчичуя. Чечня. Зачем писать здесь о своих башенах? Но у вас есть свои корпусы, у вас есть своя история, своя республика. Пишите там. Вот это написали под моим. Это Анзорова, обрека Анзора башня, Хайбахи, Нашхе. Подлинным чудом человеческого гения, как для нашего столетия, новые шаги человечества в небо. Писал в 60-е годы прошлого века известный ученый-кавказовед Евгений Крупнов. Зачем умалять то, что зафиксировано в истории? Это вопрос ко мне. Пусть петроглифов больше, но пирамидальные башни строили именно ингушские мастера. Вопрос. Это, еще раз повторюсь, это наша история, это Нохча история, Нохчичуя. Я не говорю, что у вас не пирамидальное. Я не говорю ни о чем вашем. Я говорю о своем. О своих башенных комплексах. Алекс. Что там Крупнов написал, ввели в 60-е годы самые изобильные, самые крутые, навороченные, суперские, космические, марсианские. Какие бы ни были ваши башни, это ваши башни. Пускай они будут у вас. Но эти башенные комплексы, это Нохчи башенные комплексы. Что ты со своей бредятиной пишешь здесь? Что там сказал Крупнов? Не сказал Крупнов. Если ты хочешь, чтобы мы разобрались по Крупнову,
поверь мне, ты найдешь много каких вещей, которые тебе очень сильно не понравятся. Но, опять же, получится, что я занимаюсь тем же самым, что и ваш Русик. Я этого не делаю. Это башенные комплексы Нохчи народа, которые находятся в Ношхе. И то, что ты говоришь, что Экке, Хельдиархуай и остальные Мелхи, Хельдиаров совсем недавно стали себя считать недавно только чеченцами, вот это является провокацией и разжиганием, алейкум ассалам, межнациональной розни. То есть ты пытаешься на моей странице, не являясь гражданином этой республики, пытаешься разделить мой единый Нохчи народ, Эхке, Мелхе, Хельдеру, остальных, ты хочешь разделить их своей бредовиной, потому что ты написал это под моим постом. Дальше. Первый вопрос. Дальше читаем. Этот же Алекс пишет Расулу Альдиеву, то есть моему нашему подписчикам. Ибраим Собардила, бом. Дальше пишет. Я не буду называть нацию, чтобы не вызывать раздражения. Соседние боевые башни поражают своим строгим изяществом, монументальностью. Они демонстрируют высокий уровень развития архитектуры народа в прошлом. Признав большую роль ингушских мастерей-строителей башен средневекового зодчества Кавказа, известный кавказовед, опять же пишет он, доктор исторических наук Е.И. Крупнов в 60-е годы написал такое. Под чеченскими башенными комплексами. Это второй вопрос, который он задает. Дальше. Все, послушайте, маразм. Валлахи биллахи талай. Вы видели этот ролик. Послушайте, посмотрите. Я восхищаюсь чеченскими петроглифами, чеченскими башнями, красотой чеченской родины, нашей земли, нашей прародины, как угодно. Горная Нохчичу. Я дойду еще до мечети горной Лам-Акки. Там тоже я расскажу вам, какие вопросы делать. Слушайте. Все обложки чеченских авторов, с индусскими башнями. Вот и не лезьте к нам. Больной лечит здорового? Вопрос. Башни строили индуши. Соседи за плату нанимали их. У нас нету никаких башен, которые есть подтверждения, которые достоверно сказано, что строили их вы. Башенных комплексов тысячи на территории Чечни, развалин, которые от них остались. Ваших мастеров и половина вашего всего населения не хватило бы столько башен строить, таких крупных башен. Я каждый день загружаю вот эти монолитные стены, камни. Вас, как весь народ, если даже вас использовать всех вместе, невозможно построить столько башен. Адухвай. Я не знаю, у тебя деградация, явно какая-то у тебя болезнь, не знаю. Иначе я назвать это никак не могу. Все обложки чеченских авторов, валлахи, билахи, талахи, за мелкими определенными рекламными пабликами, там, журналами, на всех башенных книгах, журналах, в основном чеченцы печатают свои чеченские башни. Почему ты врешь? Ты пришел на мой канал, ты пишешь это, чтобы люди снова и снова видели это. Как могли тысячи, я не говорю о боевых, полубоевых, даже просто гражданских, жилых башен на территории Чечни 1000, без малого 1000. Как могли в тот период все эти башни строить чеченцы? Ингуши? Как гипотетически, как это возможно? Я, честно сказать, я не знаю, это прямо уж тогда получается грузинские, балкарские, адыгские, дагестанские, все остальные тоже выстроили. По всему Кавказу выстроили, так получается? У нас есть целые тейпы, которые строили башни. В честь этого назван этот тейп. Баулай.
Строители башен. Бау – это башня. Не Гала. Гала не башня. А ты пишешь мне здесь эту белибердовину. Соседи нанимали их бах. Чечня не была такой, какая она сейчас. Опять же он упоминает в этом. Это уже третий вопрос. Вплоть до недавних времен ни Акки, ни Малхи, ни другие себя чеченцами не считали и разговаривали на ингушском языке. Со питандяшвек хервар. Если бы я зашел хоть к одному из ваших и написал бы такое, бях сахырбар. Это Чеченская республика, Чечения, Нохчечуя. Я рассказываю про исторические башни своего народа. Я рассказываю про историю своего народа. Язык, культуру, адаты своего народа. Ты пришел и говоришь, Эхкой, Мелхой и все остальные не называли себя чеченцами, и они разговаривают на ингушском языке. А Алекс, понятие как галанчожский диалект, слышал ты? Арстхоевский говор, слышал? А почему это должен быть ингушский язык? Если на то пошло, это может быть и акинский язык. Акинский диалект. Но мы не переходим к вам. А ты пишешь, что это, оказывается, Эхкей, Мелхей, все, кто проживает в горной территории, Хальдиаруай, все они говорят по-вашему. Вот ты написал. Вплоть до недавнего времени считали и разговаривали на ингушском языке. Чеченцы, точка, ладно, оставим. Чеченцы это продукт более поздний. Опять же, ты хоть знаешь, когда это первый раз название чеченцы или чеченцы или шашаны было названо? Хоть знаешь, в каком году, кем, где зарегистрировано, на какой карте оно есть? Собордела черту. Дайте мне ответить на вопросы. Вон, пишет он дальше, Грамотей, вон Башлам говорит, с маленькой буквы, до сих пор не знает, как чеченцев правильно называть. И дер хелхон асмял Бог. Ибрахим, он не знает, он говорит, до сих пор Башлам не знает, как чеченцев правильно называть. То нахчийцами зовет, то нохчи, нахчи и так далее. Для дебила Алекс, я надеюсь, что ты услышишь. Ну, дебил или имбецил, выбирай сам. Ну, хорошо, не буду я тебя оскорблять. Умственно отсталый Алекс. Довожу до твоего тупого, пустого мозга. Башлам знает, как называют. Но каждые люди, которые приходят, которые задают вопросы, я им отвечаю. Начиная джурджуки, кистинцы, кистеби, по горным диалектам нахчи через А, сасаны, чачаны, цацаны, мичикизовцы, мизджеговцы, качкалыковцы, чеченцы. Нас называют разные народы соседние. Нахи называют лезгины. Называют по-разному. Поэтому я людям даю более древнее правильное название нахчи. Башлам знает свою историю. Это у тебя нос не дорос. От горшка 2 вершка, и ты пытаешься мне навязать и говорить, что я не знаю. Я знаю. И я-то как раз таки работаю над тем. Просто мы первое упоминание в 7 веке или в 13-14 веке. Упоминание Нахчи, Нахче, Нахчта. Я знаю название.
тебе не нужно переживать за башлама. Если ты сейчас смотришь, перейди на Инстаграм, показывая свое личико, зайди и задай мне вопрос, я тебе скажу, в каком веке, в каком месте, когда, кем зафиксировано и что написано. Я 4 года всем, у нас подрастающее поколение, которое проживает за пределами. Урдуамахка, Хункармахка, Пенкизя, Казахстан, Массана, у нас живут разные представители моего ногчи народа. Я до всех довожу их названия. Чтобы ты знал, даже Акки называются по-разному. Акки, Акинцы, Акоки, Ломаки, Акисы. А это только часть моего народа. У них несколько даже названий, потому что соседи по-разному их называли. Это только один из чеченских тейпов. Ну, и те, которые в Аухе называют уже Тукум. Лам-Аки это тейп, а Акинцы это Тукум. Вар. Представляешь, я это даже знаю. Я знаю, что дзурдзуками называли ногчи. Я знаю, что кистинцами, кистеби, кисты, кусты тоже называли ногчи. Но я не говорю, в отличие от вас, провокаторов, не говорю, что только нас звали. Я не подделываю Филькины карты и говорю, что кистинцы находились только в Дарьярском ущелье. Я такого никогда не сделаю. В отличие от вас, я читаю разные источники и с уважением отношусь к своим братьям и соседям. От вас безграмотных норнийцев. Опять же, кто зашел только сюда, я хочу, чтобы вы знали. Это все происходит на территории, на моей площадке, в моем ютубе, когда я рассказываю о нахчийских башнях, которые стоят в ножке Анзорбау. Абрек Анзорбау и Нашхай, Хайбаха. Я не касаюсь вообще соседей, я вообще их не трогаю. Но он зашел и пишет. Определитесь с самоназванием хотя бы, пишет он. Он пишет все так, чтобы все, кто там пишет, сидит у меня на YouTube-канале, кто пишет комментарии, их разозлить, чтобы они начали грязное писать про него. Провоцирует этих людей. Специально провоцирует. Мы-то прекрасно знаем свое самоназвание. Это определяться не нам нужно. Ингуши как раз допустили ваши... Дальше. Ингуши, запятая, как раз, запятая, допустили ваших шовинистов и поплатились за свое доверие. Куда вы только не лезете, аж до Украины, Сирии, Грузии и так далее. Какое твое собачье дело, где есть ногчи? В Украине, в Сирии, в Грузии. Какое твое собачье дело? Какое? Где бы ногчи ни находились, хорошие они, плохие, это наше личное дело. Какое это имеет к этому отношение, к башенным комплексам? Зачем ты со своим... Я не знаю, как тебя назвать даже не знаю. Не оставить я не могу. Ты это написал, чтобы все это видели. Продолжаем. От Ила, я не знаю, АЗ-70, я отвечаю на вопросы. Я отвечаю на вопросы, которые написали у меня в Ютубе. За 1 неделю мне нужно ответить этим людям. Там дальше есть и другие вопросы. Я по порядку отвечаю. Ты лично относишься к поколению, которые оболванены бандитами, которые переобулись и думают, что можно дальше беспредельничать, бах. Завтра опять прибежишь и будешь говорить, что это тебя заставили так делать.
Кто куда побежит, кто что будет говорить. Ах, ладно, оставим. И не тут сидеть перед всеми. И не тут сидеть перед всем ингуша, хардина, вождина, цабор. Что ты пишешь вообще? Хахуяз яшу. Отправь прямой запрос. Что ты хочешь, скажи мне. Не забудь про Ноев ковчег. Если что, спроси у профессионального шулера Башлама. Свое отношение по ковчегу я знаю. Если хочешь послушать про ковчег, я прошу, далеко не иди. Зайди, видео есть прекрасное у Идриса, посмотри. Чушь не неси, говорит он мне. Это ты можешь умничать среди своей необразованной аудитории. То есть все, кто на нашем паблике, в Ютубе, которые рассказывают о своей истории, о своих башенных комплексах, это люди, которые необразованные, по его словам, необразованные аудитории, которые в школу не ходили. То есть мои подписчики, которые живут по всему миру, которые образованные, грамотные, просто хотят больше узнать о своей истории, пишет этот человек, который сам, походу, два вершка от горшка и, может быть, и не закончил школу. Вся классическая, опять же, ингушская башенная архитектура создана ингушскими мастерами. Отвечал на этот бред. Ареал обитания ингушских обществ был шире, чем сейчас. Теперь у них шире, оказывается. У нас он был другой, а у них шире. Если ваш перевертыш украл часть ингушской территории, да, брат Асламбек, Аллах дал сайл, а я это не в донат. Всем за поддержку, которые помогают нас донатами. Огромная благодарность. За счет вас мы существуем. Дал сайл, Асламбек. Да, выкинет в свои дипломы, брат. Получается так. Если ваш перевертыш украл наш перевертыш, если ты говоришь о главе нашего региона, он вам подарил 7 сел. 7-8 сел, если что. Он саха, можешь прийти ко мне в эфир, я тебе расскажу про какие села и что он вам подарил. Ради братства. Не ради таких, как ты, а ради братства. Украл часть ингушской территории, то это не значит, что это чеченская. Самое интересное. Вот эти башенные комплексы, которые я обсуждаю, Анзоры Бау, башня Абрека Анзора, она находится на территории Нашхи. Эта территория никогда не была включена в Ингушетию. Никогда. Если на 4 года Акинская, там, Мерджинская и Цечоевская общество, часть их территории астхоевцев на 4 года перешла. Вот эта правая сторона Фортанги, которая в 2009 году была незаконно прихватизирована. Если ты говоришь об этих землях, которые ты говоришь, что забрал наше руководство нашего региона, то Нашха не имеет к этому отношения. Тем самым ты показываешь, что ты необразованный. Не мои подписчики умницы и умники. Живут в Европе, знают несколько языков, учатся. Да, сегодня они не знают, там, где горы, башни, но я им показываю это. Я им рассказываю. Они намного образованнее, чем ты. Потому что ты даже понятия не имеешь, что Нашха никогда не была вашей территорией. Никогда. То это не значит, что это чеченские. Русских больше, чем украинцев. Послушайте, какой бред этот человек пишет. Русских больше, чем украинцев. Но это не значит, что современные русские не являются продуктом многовековой эволюции изначально украинско-славянского этноса. Я Аллах, такого бреда, такой чуши, ерунды
писать на моем канале, то есть этот утырок, я не знаю, как его назвать, этот нарниец, говорит, что да мне какое дело, от кого произошли русские? У них есть свои ученые, если ты хватает душка-пушка, зайди к ним и докажи это им. Ты ко мне зашел и говоришь украинского, славянского этноса. Ты в своем-то не разбираешься, ты лезешь еще к украинцам с русским. Дальше. Это вот Анзори Бауишун, опять же. Башлам, запятая, у тебя колхозная история. Угу. Спроси у этого человека, он даже не знает, когда вообще, по сути, появилось само название колхоз. Когда произошла коллективизация, при каком строе это произошло. Он не знает даже этого. Я просто-напросто, то есть моя аудитория, которая не оскорбляет, не матерится, никого не посылает, знают языки, знают каждый работать, что-то делает. То есть они являются колхозниками, а этот человек, который лезет в мою историю, русскую, украинскую, во все истории, он знает все. Не тебе меня приглашать, я ему говорю, если он это унахоле, а вот сволочи эфире бас, я тебе отвечу, и давай, смотря друг друга в глаза, без книг, без цитат, без там вырываний, поговорим с тобой. И он пишет, не тебе меня приглашать, я куда сам пожелаю, туда и приду. Давай, ты герой. У тебя бицуха, наверное, 67 сантиметров. Ты вот что, капитальный красавчик, я тебе просто... Да твою балабольскую речь пригласил тебя, сказал, давай поговорим, пообщаемся по-человечески. Не надо писать вот эти тирады, ты людей обманываешь, ты вводишь людей в заблуждение. А бичбу, в этом мире ты себе грешишь. И в судный день перед Всевышним Аллахом ты берешь на себя грех. Мабиц, мабит. Не разжигай межнациональную рознь. Не провоцируй людей. Ты пришел здесь, украинцы, русские, мелхи, хальдиарвай, эхкой. Ты всех обсуждаешь. Под чеченскими башнями. Я куда сам пожелаю, туда и приеду. Да езжай куда хочешь, делай что хочешь, мне какое дело до тебя. Я всегда там жил, когда ты и тебе подобные из аулов не вылезали. Эй, я аулы. Я вот док орел, да. Д'Артаньян и Кусмана. Такой им нарниец, реально нарниец, до костюма. Когда я был в ауле, ты знаешь, ты, наверное, не знаешь, дурачок ты, наверное, безграмотный, наверное, дурачок, не буду тебя оскорблять. Но проблема в том, представляешь, аулы существовали намного раньше городов. Города и урбанизация – это современный продукт. Понимаете? И поэтому нет МСТВ-6. Еще раз, вот первое слово, которое ты записал, МСТВ-06, я тебя предупреждаю. Бля больше будешь разговаривать перед своим отцом, перед своей матерью. Здесь старшее поколение, здесь младшее поколение, здесь братья и сестры. И помялсун кузак маила, асьяха вогитерво. Это тебе не шаткомовское место, где можно болтать все, что угодно. Ты меня понял? Здесь так разговоры не веди. Издеваться, он что, докамял, да? И ухамиршу, а я си хари вожи. Веди себя культурно, как мужчины себя должны вести. Я тебя оскорблял? Я перед твоими женщинами, стариками или взрослыми сестрами, кем угодно, я говорил такое слово? Я позволял себе такое? В этом твоя культура? В этом твое достоинство? Я отвечаю на ваши
писульки, которые вы пишете. Ты написал мое имя и пишешь это мне, конкретно мне, моей аудитории. Когда я зачитываю вопросы, пошел. Так, дальше. Пока из аулов не вышли, ладно? Он дальше провоцирует и пишет здесь мне. Опять же, на ютубовском канале пишет здесь мне. Я хочу напомнить тебе, что Басаев и весь ичкерийский хаос – это часть чеченской истории. И дальше пытается меня, чтобы я поговорил об этом. Чтобы написать потом заяву. Потом сказать, что я такие вещи говорил. И так далее и тому подобное. Мне... Ладно. Я не злюсь, честно, валлах не злюсь. Дальше отвечаем на вопросы. Следующий вопрос пишет мне. Чушь не неси. Это ты можешь умничать среди своей необразованной аудитории, которые в школу не ходили. Все так, это я уже отвечал. Это я написал. Я хочу напомнить, что ичкерийский хаос неприглядный, конечно, но не надо выпячивать и другое умалчивать. Мы, современники, знаем, к чему привел политическая неразборчивость чеченского народа в начале 90-х годов. Ингуши не пошли за авантюристами, бандитами, сепаратистами. И в этом ты винишь этот мудрый народ. Валлахи, биллахи, талахи, я никого не виню. Я рассказываю про свои башенные комплексы. Я даже современную, как говорится, современную историю вообще. Что поделаешь? Я даже свою современную историю не рассказываю, не говорю, потому что не хочу, чтобы провоцировать людей, не хочу, чтобы люди... Я занимаюсь историей, которая была ранее, примирить людей, сделать людей едиными. Вот что я хочу сделать. Видел я это, конечно. Но мы уже не первый раз это говорим. Поэтому я никого не выпячиваю и никого не трогаю. Если не пошли на авантюризм, бандитизм, сепаратизм, так какая проблема? Зачем это мне писать? Наши истории, наши проблемы, хорошие, плохие, мы сами знаем. И сами разберемся и без вас. Когда нет исторических аргументов, то так говорить... Здесь сложно что-либо растолковать людям, не знающим законы исторического, не знающие исторического размышления. Я-то прекрасно знаю, но раз у человека мышление пишет такие вещи, не до этого. Следующий вопрос. Глупости, конечно. Когда нет исторических аргументов, тогда здесь уместен обычный треп, учитывая неподготовленность аудитории, чем ты и пользуешься с успехом. Подготовленная аудитория, это в чем должна заключаться? Слушать ваши басни, сказки, что ли? Так, этот канал занимается исследованиями, публикациями. И у меня все публикации в основном ссылаются на исторические какие-то книги. Карты. Я же зачитываю ему, показываю, какие ученые, исследователи, историки, профессора, доктора исторических наук, кто это написал, на какой странице это написал, когда написал. Я же все это вам рассказываю. Я же все вам это рассказываю. Что вам еще нужно, я не знаю. Просто если вам не нравится, что здесь кто-то знает какие-то свои вопросы, свою историю, это ваша проблема, не надо здесь сидеть. Просто я удалил эти комментарии. Я удаляю эти комментарии, потому что смысла нету, что за ерунда. Сам отвечаю и удаляю, чтобы вы услышали.
учитывать неподготовленность. Да, мои уже, да, честно скажу, мои подписчики намного подготовленнее, чем кто-то более. Дальше. Ты неуч. Это уже он пишет моему подписчику. Не можешь понять, что только, он пишет дальше, что только в одном Грозном, в столице Чечено-Ингушетии, проживало около 60 тысяч ингушей. Это был наш город. Пришли ичкерийцы, разграбили всю промышленность, поделили все между бандами, а потом доигрались до войны. Ага. Ингуши пострадали первыми, так как являлись жителями. Они потеряли все. Это теперь такие, как ты, недоумки, думают, что Грозный всегда был пехотинский. Грозненские чеченцы не смогли противостоять тем колхозникам, которых привозили на автобусах для митингов. Их звали гуронами. Грозный был многонациональным городом. Здесь жили чеченцы, ингуши, русские, армяне, евреи, татары, дагестанцы и так далее. Поэтому случившийся в начале 90-х годов ичкерийский переворот, хаос, беспредел, когда на улице нельзя было ходить без автомата, а затем и 2 кровавые войны, это беда наша. Это нас убивали, это нас грабили, это наши дома заселили те, кто сейчас подправил документы. Аллах да накажет тех, кто творил весь этот беспредел. Вот это вопрос, который написали. Во-первых, 80-90% Грозный весь разровняли. Коротко отвечу, поскольку несколько раз отвечал. Во-вторых, ты врешь. Никогда в жизни в Чечне не проживало 60 тысяч ингушей. Ровного такого количества 60 тысяч нету. В-третьих, что жили армяне, азербайджанцы, грузины, все остальные. Грозный был многонациональным городом, мы знаем. И он стал таковым, когда сожгли оттуда 40 чеченских хуторов, включая акинцев, хельдихалоевцев, Эшбатуай, многие, гендергноевцев, гуноевцев, их тайпы хутора сожгли и построили крепость Грозная, которую ты так сильно восхваляешь на крови и разогнав всех чеченцев. Этих чеченцев потом, если ты не знаешь, депортировали в Казахстан, всех взяли вместе с вами. Депортировали и заселили. Эти города были мононациональные, в основном там проживали русские, украинцы, и мы это знаем. И когда вернулись депортации, что они не позволяли туда поселяться ни чеченцам, ни ингушам, мы тоже знаем, что был бунт, с которым запрещалось чеченцам туда поселяться. Чеченцам категорически было запрещено возвращаться в Шаройский, в Чеберлоевский, и Тумкалинский, Шатоевский даже. Галанчожский район категорически было запрещено жить в горной части, и поэтому не разрешали и в городе жить, не запрещали, и в горах жить. Выдали в основном за пределами, вернули земли, которые входили в Грозненскую область, на Теречное, Шелковское, Каргалинское. И часть позволили поселиться в городе Грозном. Чтоб ты знал. Точного количества ты Лола НЛГ 7945, больше чем 60 тысяч, ты врешь. А есть официальная статистика, проживающая в городе Грозном. Там нету такого количества. Может быть, ты думаешь так, но 60 тысяч нету, к сожалению. Если даже было бы 100 тысяч, разве кто-нибудь что-нибудь говорил, почему вы здесь живете, говорил? Нет. Это была наша общая столица. Да, была. Мы знаем. Понимаешь? Понимаешь? Мы это знаем. Но если мы даже говорим, не надо вот сейчас фантастические цифры называть, что было там 200 тысяч, 150 тысяч, 300 тысяч. Не было. По последним данным их было где-то 49,7 тысяч человек указывается. Больше, чем других не было. Весь город Грозный в самом своем соку, в самом рассвете, все вместе было всего лишь 300 тысяч населения. Чтобы вы знали. Сейчас у нас заканчивается трафик. Мне нужно перезагрузить и зайти снова. Ибраим, нажми на паузу, приостанови. Я быстро
перезагружу, зайду, и мы продолжим эфир. Второй часть мне нужно закончить вопросы, а иначе будет неправильно не ответить людям, которые пишут такую ерунду. Не теряйтесь, и мы продолжим. Не забудьте ставить лайки и подписаться, кто не подписался. Баркалды Рейсху. Аккаунт Осинский ссылку сорем, переходи через ссылку Instagram, там идет прямой эфир, если тебе неудобно смотреть через YouTube. ТЗМ 2605. Эгуйва. Кто ты сам по национальности? Ты какая-то Лола. Все зашли вот эти люди, которые сейчас мне утверждали, что в Грозном проживало 100-150 тысяч бошвиш. Меча, чуа буишох, чуа. Я прошу, зайдите здесь вы. Хотел бы продолжить эфир сразу. Валикум ассалам. Давайте теперь, я вообще сказал, давайте все, кто зашел сюда и кто мне говорил про 60 тысяч. Я пишу, что в СССР было всего 150. Все, ваша. Хорошо, послушайте. Я просто-напросто побоялся, что я ошибся и забил ваш великий Google Шейх, если я вдруг ошибся. Национальный состав. Я зачитаю две ссылки. 1926 год. Город Грозный. Великороссы 49 тысяч, армяне 5 тысяч, украинцы 4 тысячи, чеченцы 2 тысячи, татары 1500, евреи горские 1500, белорусы 1500, евреи горские есть, обычные евреи 1264, грузины 659, поляки 575, персы 521, греки 479, немцы 364, осетины 158. Ни одного слова про ингуши нету. 1926 год. А теперь смотрим. Национальный состав 1989 год. Собственно, Чечне на 1989 год. Возможно, точных данных нету. Примерно 715 тысяч чеченцев. 89 год. Вся территория Чечни. 715 тысяч чеченцев, 25 тысяч ингушей, 269 тысяч русских.
Всем все слышно? Это официальные данные, это вот вы можете посмотреть. Это просто так я, который зашел и прочитал, как заскочил. Всем людям, которые говорили, что я, опять же, сколько бы ни проживало в то время, 50 тысяч, 100 тысяч, мы всегда рады. Мы себя считаем одной частью. Не нужно рассказывать сказки, что было 60 тысяч, 100 тысяч. Разницы нету, сколько бы было. Мы больше потеряли, переоформили. Я еще раз повторю вам. Нохчи потеряли больше всего. 300 тысяч населения. Брат Сурхо задонатил. Сурхо Аллах дал саадуэл бодиснек эзешка соудолил. 300 тысяч погибло чеченцев, Нохчи. Наши города, села были уничтожены. Опять же, когда строили крепость Грозную, уничтожили чеченские хутора. Нохчи хутора уничтожали. Там жили Нохчи. Их уничтожали. Опять же мы выжили. Депортировали в основном большинство. Больше было, опять же, нас. Мы пострадали. Мы не говорим, что вы не пострадали. Пострадали вы тоже во время депортации. Вы, мы не было, мы как бы были едины. Но 2 чеченские войны, у вас произошел переворот и так далее и тому подобное. Вы знаете, все-таки немножко вот это передергивание, наша внутренняя проблема, история, новейшая история, мы с ней сами разберемся, это наши проблемы. До того, как была Ичкерия, те годы, которые ты говоришь, вы отсоединились и создали свою отдельную республику в составе России. Не надо нас упрекать за это. Вы ушли. А что после этого произошла война? Что произошло то, что было суждено произойти? Я не оправдываю никого, не обвиняю никого. Я говорю о той истории. Это башенные комплексы, это башни, которые находятся в Нышхе, чеченские башни. А ты залез туда и мне пишешь про какие-то... Если ты столько, у тебя есть Онхал, ты жил здесь, Грозненец, если ты говоришь все, что ты говоришь, я не знаю, женщина ты, молодой ребенок ты, кто, я не знаю. Не надо мне это писать. Все, что ты пишешь, у них это официальные лица. Напиши им, что сделали. Еще раз повторюсь, 80% Грозного был уничтожен, разбомблен, выровнен. Чтоб ты знал, квартиру, в которой я живу, я купил у моей сестры ингушки. Нашел ее в Назране, привез со старыми документами, помог ей их на новые документы перевести. Я купил за честные деньги. Я ни у кого ничего не воровал. И также сотни и сотни людей не воровали. Если какие-то проблемы, вы уехали во время войны, там потом не получилось, это ваши проблемы. Для этого есть государственные органы, можете решать, но не нужно обвинять весь народ. И писать об этих писульках сейчас, придя сюда на мой канал. Понимаете? Поэтому следующий вопрос. Бандиты же были ваши, продолжает дальше, бандиты же были ваши, чеченские, то есть уже есть национальный окрас. И этот человек пишет, опять же, на моей странице под чеченской башней зашел и пишет мне это. Конечно, из-за них пострадали простые люди всех национальностей, хоть что-то нормально написал. А ты хотел бы, чтобы бандиты были ваши, а пострадали бразильцы? Вот такую тупость пишет, страшное дело. Читай внимательно, что пишут грамотные и знающие люди. Господи, если ты грамотный человек, это страшное дело. Никто не заставлял чеченцев переходить грань дозволенного. Но это нам уже решать, что дозволено, что не дозволено. Мы сами без твоих соплей разберемся. Ингуши, как один из титульных народов Чир, Господи, первыми пострадали от терроризма и бандитизма. 60 тысяч ингушей жили в Грозном. Опять же, они ведь не могли испариться.
У нас на соседней улице какие-то бандиты из чеченского сельского района убили русскую семью. Тело выбросили на свалку, которая находилась на Карпинском кургане, а сами заселились в дом убитых. Самое интересное, эти убийцы пригласили на мавлид моего двоюродного брата, так как он стал их соседом. Вот такие были нравы и порядки в Ичкерии. И таких случаев я могу рассказать много. Не такие пушистые были твои предшественники. Харамные в итоге нанесли вред всему населению Чечни. Не только чеченцы, но и другие национальности гибли в этой войне. И по вине кого думаешь? Никто не отменял Что поделаешь? По вине кого думаешь? Никто не отменял эффект бумеранга. Нельзя нарушать предписания Всевышнего Аллаха. Какое это имеет отношение Сантина? Я тоже подумал об этом. Доброй ночи. Но я не могу понять одного. Погибли. Есть целые видеоролики. Я вот, Ола, я не хочу сейчас говорить, но ты написал такое у меня под моим роликом, чтобы ты понимал. Если ты хочешь об убийстве невинных, есть целые видеоролики, что вы творили в Сунжинском районе. И как вы убивали там. Сунжинск, это сельские поселения, это даже не города. Разберись, что творили у вас. А что творили у нас, мы сами разберемся. Хорошее или плохое, мы разберемся сами. Мы знаем, кто что творил. Знаем. Понимаете, что вы творили у вас дома, на вашей территории, сегодняшней, современной. Посмотрите, что вы творили. Ты мне рассказываешь про соседа, убили, выкинули. Ну что это такое? Ты прямо, я не знаю, какой-то гений. Это 90-е годы. Бандитизм был повсюду. Тебе рассказать про солнцевские, ореховские группировки, которые убивали коммерсантов, убивали, забирали квартиры и все остальное? Тебе это рассказать? Что не было бандитизма по всей России? Бандитизм 90-е годы был по всей России. И не только в Чечне, которая была в войне. Опять же, ты наивный, глупый, недальновидный, обиженный человек. Больше я сказать не могу тебе. Я могу дальше идти, но такие глупости. Вроде взрослый человек пишет, что ты грамотный. Пока я там в ауле был, ты еще даже не знаешь, что аул появился раньше даже города. Ты этого даже не знаешь и гордишься. Рассказываешь мне про Гуронов и про колхозников. Я знаю, вот ты и есть Гурон. От того, что ты поселился в Грозном, эту гуранту твою и колхозность твою никто из тебя не вытащил. Если бы вытащил, ты бы такие глупости не писал. Разжигая межнациональную рознь. Здесь что-то наговорил про российскую власть, там наговорил про современную чеченскую, нынешнюю власть. И теперь хочешь без мыла там пройти. Типа ты такой хороший, обвинив эти. Да при чем тут это? Это история башни, которые я рассказываю, петроглифы. Это 18, 16, 15, 14 века. При чем тут современная история? Да проблема в том, что тебе рассказывать больше нечего. Тебе просто поболтать, завести людей, чтобы они тебя обматерили, чтобы они на тебя всякую гадость говорили. Развести людей, чтобы было вот разжечь максимально. И ты себя еще называешь после этого коренным грозненским жителем? Аллах, я не видел грозненских таких ингушей. Все добрые, милые, отзывчивые. Все как одна семья жили. И никогда никаких проблем не было. Откуда ты появился такой норнеец, я не знаю. Ты рассказываешь про убийство мирно, там это было везде. Оно и сейчас происходит. Преступники, бандиты, они есть. Но если у тебя есть доказательства, позвали на маулид, то есть своего ты очистил, чеченца оскорбил, зачем ты это делаешь?
Ты же там же пишешь, первого Масленникова убили мы. Ты же тоже сам об этом пишешь. Здесь мы плохие, ты хорошие. С головой дружить надо. Еще в начале, дальше он пишет, Ногчу уже другой комментарий пишет. Еще в начале 90-х годов чеченский журналист, а он везде вот этот комментарий закидывает. Вот везде, он просто хочет рассказать, чтобы вот все знали. Он 10 раз я удалил этот комментарий, он везде это пишет. Еще в начале 1990-х годах чеченский журналист Абу Эдельханов поставил диагноз Абу Эдельханов. Он говорит, как будто бы этот человек великий, незабываемый, единственный ученый, журналист. Он пишет, чеченский журналист Абу Эдельханов поставил диагноз чеченскому обществу, всему чеченскому обществу. Второй симптом нашего народа, послушайте, это мания величия, которая, как и любая другая мания, является признаком структурных изменений психики, являясь характерной чертой некоторых революционных лидеров. Мания величия, подобно вирусу СПИДа, проникла в сознание части народа, изнасилованного этими лидерами посредством ура-патриотических лозунгов. Абу Эдельханов, независимая газета «Импульс», 11 декабря 1992 год. Я не знаю, этот Абу Эдельханов жив или нет. Абу Эдельханов в 92 году были разные люди. Были пророссийские, оппозиционные, неоппозиционные. Но Абу Эдельханов, я даже не знаю, он Ногчу воеваться. Он пишет о своем народе, о боли своего народа. Про манию величия Эдельханов в 92-м мы этим переболели, уже все, закончилось это. У нас это закончилось. А вот мания величия у некоторых нарнийцев, которых ты так сильно опекаешь, вот ты именно, оно у вас до сих пор присутствует. Если бы не присутствовало, ты бы не пришел. Вот то, что ты перечислил, Крупнов сказал, этот сказал, тот сказал, разве это не мания величия? Разве я про эти башенные комплексы сказал, что мы самыми крутыми? Это исторический блог чеченского блогера, историка, я не знаю, кого угодно. Это простого человека, Ногчу человека, который ведет историю своего народа. Я не прошу никого, кто там нас не любит, не доверяет, кому не нравится, но не приходите, если вам не нравится это. Вот и все. Нет, Ибрахим, это уже другие вопросы. Надо этим людям отвечать. Они реально думают, что они поверили в себя, они думают, что мы ничего не знаем. Они не выходят один на один, чтобы поговорить об этом. Они эти писульки пишут, и сотни людей потом их читают, и реально думают, что этот прям Чекиндес, который вообще ни Б, ни М, пишет такую ерунду про нас. Если вы считаете, что не надо отвечать на эти вопросы, и вам не интересно, я не буду этого делать. Это не проблема. Но они реально думают, что они правы. Журналист это чеченец, он пишет о боли своего народа. Вполне возможно, это его личное мнение. Я не знаю этого человека. И Лаудаев уже многие, вы даже ваши нарнийцы пишут, что Лаудаев первый чеченский историк, этнограф. Лаудаев не был ни историком, ни этнографом. Ни исследователем не был. Услышал звон, не знаю где он, записал. И то сегодня я читаю на книге Лаудаева, он говорит, даже половина из его якобы мемуаров не нашли в Тифлисе. Такой же какой-то написал. У нас очень много разных людей, которые любят такую, у нас самокритичность на высшем уровне. А про мания величия зайди в свои паблики, прочитай, думаю, ты найдешь. Так, дальше. Объявить не значит перейти грань дозволенного Всевышним. Что здесь непонятного? Почему, опять же, про башни, чеченские башни. Почему в Абхазии не создали банды? Почему там не появились Басаевы и прочие террористы, которые своими действиями
изморали саму идею независимости. То он сейчас обвинял в том, что независимость попросили, то теперь он говорит, заморали. А что случилось с населением? Издержки? Но ты даешь. 2 войны тогда можно считать издержками, нельзя свою считать духами. Аллах наказал всех за преступления одних. Как выгодно, то сравниваешься с масштабами России. Ичкерия провозгласила независимость. Вот и надо было всю шваль задерживать, поддержать закон, и тогда бы чеченцы были бы правы. Нельзя быть беременным наполовину. Я не знаю, кем бы он ни был, но у него массовая шизофрения, больной. Что здесь можно еще сказать? По-другому я не знаю. Мы все жили в Чечено-Ингушетии. Лишь 3 года грозненским ингушам довелось жить при дудаевских ичкерийцах. Мы пострадали от войн, которые случились из-за преступления политики дудаевских пришельцев. Жили и развивали наш город. Но что в этом плохого? Ничего плохого. Не занимались похищением мирных людей. Не отнимали у других домов. Как настоящие мусульмане боялись гнева Всевышнего. Если бы не пришли неотесанные гуроны, которые толком знать не знают, чем отличается свобода от беспредела, то и сейчас дружно жили бы. Да, Цуан Ибраим, точнее Остап Ибрагимович, верно ты говоришь. Здесь мы жили, мы пострадали, вы пострадали. Вы реально считаете, что вы больше пострадали, чем весь ногчий народ от этой войны? Я не буду комментировать дальше. Я думаю, люди сами сделают уже вывод по этому вопросу. Ногчи пострадали намного больше. Документ на основании... вот, наконец-то мы дойдем до исторического. Не современного, а вот того, который упрекает нас. Документ, который я вам зачитывал, я хочу зачитать. Документ, на основании которого Горная Чечня вошла в состав России. Горная Чечня вошла в состав России, послушайте. Был подписан 21 января. Был подписан 21 января 1781 года и подтвержден осенью того же года. С чеченской стороны его подписали почтеннейшие старейшины селения Большие и Малые Атаги, Гихи и еще 12 селений. То есть всей южной половины Чеченской Республики. То есть 12 Малые Большие Атаги и 12 селений. Она считает, что это вся южная Руслан Седой. Это все под моим постом на YouTube-канале, где башня Абрек-Анзорова с петроглифами, которые я рассказывал, 9 минут 19 секунд, под ним это все эти комментарии. Я взял и отвечаю этому человеку. Этому и остальным. Дальше. Слушайте. Документ этот был скреплен подписями на русском и арабских языках и клятвой на Коране. Видимо, это еще не относилось ко всем чеченским тейпам. Поэтому аналогичный акт имел место в 1806-1807 году, ибо в 1997 году в архивном правовом департаменте МИДа были обнаружены документы, датированные 1806-807 годами. Постановление, заключенное с чеченцами о вступлении их в подданство России. Первое. Мы, ниже подписавшие старейшины, избранные от лица всего народа деревень чеченских, возвучивали наши прежние преступления и зная, послушайте хорошенько, слушайте, они говорят, что этот документ написали чеченцы, чтобы вы понимали, это начало 19 века. У нас идет не гражданское, у нас идет боевые действия. Это времена как раз таки после шейха Мансура и во времена Бейбулата Тайбиева. Этот человек пишет, что такое письмо написали весь юг чеченцев, старейшины написали. Вы слушайте слова.
Мы, ниже подписавшие старшины, избранные от лица всего народа, деревень чеченских, возвучив наши прежние преступления и зная неизреченное милосердие его императорского величества, государя-императора и самодержавца всероссийского Александра Павловича, повергаем себя со всем народом чеченским, с чистосердечным раскаянием и вечным верным подданством всеавгустейшему всероссийскому императору, престолу, и чем даем присягу по нашему обычаю на святом Коране, по приложению с его формы. Второе. Обязуемся всем тем, что для нас священно быть на вечном времени верным и отнюдь не только оружие, но даже ничего зловредного не предпринимать против российских подданных и делать ни малейших хищничеств, как то в увозе людей, отгона скота или какого-либо грабительства российских границах в достоверность, что делаешь, второе, российских подданных какого-либо грабительства дано первейшим аманатом по выбору российского здешнем крае начальства. Третье. Всех без изъятия российских подданных, как замеченных нами, так и бывших у нас теперь находящихся, обязуемся по чистой совести, батюшка, Господи, прости, помилуй, без страницы, подождите, самое интересное дальше. Малейшее промедление времени представить, кроме тех, кто назад тому 15 лет, считая сего числа, у нас находился, принявших магометанскую веру по обстоятельствам или принуждению, водворившиеся уже между нас и имеющие семейство, сим предоставляем это собственной их воле, остаться у нас или возвратиться в недры своего отечества со всем своим семейством. Четвертое. Отбитые нами лошади, захватившие никакой-либо скот в российских границах, весь у нас теперь есть на лице, клянемся святым Кораном по нашей чистой совести тот час собрать и предоставить. Пятое. Будь сверх нашего чаяния кого-либо народа осмелится, нарушив свою присягу, делать хищничество в российских границах, а таковых немедленно объявлять и представлять начальству. Шестое. Заключение сего за малейшее, что замечено будет от нас неспослание по всему данному нам постановлению, подвергаем себя, как неверной и нарушивший присягу народ, строжайшему за оное наказание и в жилищах наших разорению без сопротивления. Разорению без сопротивления. Следует 52 отпечатка пальцев с пояснительными записками. Март 1807 год, не позднее 14 апреля. Абдулатипов РГ, Национальный вопрос государственного устройства России, М. 2000 год. Написали вот эту бумагу. Написали эту бумагу и опять начали воевать. Вот это, как даже объяснить, вот этот документ, который был написан, которым этот Чекиндес пытается навязать, вот говорит, вот вы подписали в 1806-1807 году. Самое интересное, хочу повториться, это время, когда, по сути, еще не существовало вообще ни Ингушского округа, никакой автономии, ничего того подобного нет. Чтобы вы знали, это так, для информации. Раз. Во-вторых, я в своих эфирах много раз рассказывал и говорил, что первый документ с Московской Русью подписан даже не в 19 веке, а в 16-м, 1588, когда Шейх Мурза Окотский подписал договор с Московской Русью. Заключили договор с Московской Русью, взаимодействие и так далее и тому подобное. Вопрос не в том, что заключили договор или не заключили. Что ты этим пытаешься сказать, нарнейте, я не знаю. Этот документ для нормальных людей, амин, для нормальных людей, там же написано, мы будем разорять, если нарушим этот указ.
Вам не показалось странным, что по этому документу можно после уничтожать селения, сжигать их? Почему? Потому что предъявитель документ скажет, вот видите, это документ. Вы не сдержали, мы сжигаем. Он нужен с точки зрения законодательства. Вы сами подписали, теперь мы можем уничтожать. Чеченские селения сжигались. Сжигались. Герменчук один сжигался 10 раз. Гихи сжигался, Валерик сжигался. Горная Акка сжигалась. Лам-Акка, наша родина. Чеченская, Нохча родина. С помощью некоторых проводников уничтожены почти что все Акинские башни. Все Эрлоевские башни уничтожены. А там были хорошие проводники, которые им показывали дорогу и помогали им взрывать эти башенные комплексы. Мы и это знаем. Мы это все знаем. То, что эти люди заключили договор, вы сами знаете, такой договор составить, где вашему императорскому величию готовы предоставлять все это. Ну, люди, которые ставили крестик или пальчик, прикладывали, могли написать такой документ и договор? Ну, гипотетически возьмем. Я не говорю, что они знали прекрасно арабский язык, я это знаю. Но это 1800, начало 19 века. Это времена Ермолова, когда Ермолов беспощадно сжигал, строил крепости, делал набеги. Это горная часть, южная часть, это горная часть, то, что вы говорите. Кстати, в этом документе говорится о принятии ислама и вот магометанство. Тот, кто пришел с этим исламом, мы им скажем, пускай возвращается домой. Вам не показалось это немножко странным? Если бы вы знали историю, вы бы не зачитывали этот документ. Понимаете? Этот документ был заключен под натиском, если и был. Его сделали, заставили подписать, если не сделаете, сожгут ваше селение. Но они не сдержали и все равно сопротивлялись. Это Кавказская война. Я не защищаю ни тех, ни других. Это мой народ. И я опять же повторюсь, историю своего народа мы знаем прекрасно. Если бы этот договор был бы соблюден, как по твоим словам, гипотетически соблюден, соблюли его, полностью поддержали, юридически закрепили этот договор, была ли бы Чечня сожжена несколько раз? Ненавидел ли бы Ермолов до 1826 года, если я не ошибаюсь, да? Снова и снова он ненавидел чеченцев. Загоняя в горы, в те самые горы. Шатойские горы. Если шатойцы, как ты утверждаешь, Мялха и шатойцы были не чеченцами, зачем было царю, императору направлять сюда карательные экспедиции, уничтожать чеченцев? Где же твоя логика, любитель истории? Не надо лезть к нам. Ты не знаешь нашей истории. Мы прекрасно знаем свою историю. Очень хорошо знаем. Дабы сегодня есть законы конкретные, которые запрещают разжигание межнациональной розни, я многие вещи не трогаю и не перехожу границы. Но ты перешел границы и мне рассказываешь мою историю. Якобы историю, которая не стоит и ломаного гроша. Сколько лет стояли и только сейчас, вот пишет дальше, сколько лет стояли и только сейчас восхищаются. То есть я восхищаюсь своими чеченскими башнями, Нохчи башнями. Абарга Анзора. А он пишет, столько лет стояли и только сейчас восхищаешься, да еще ерничаешь. Ерничаешь в сторону благородных соседей. Я ни слова там про благородных соседей не ирозничал или ничего плохого не сказал. Я сказал, великолепная, красивая, изящная, каждая башня. А как я должен рассказать еще своему зрителю, своим братьям и сестрам, что это красиво, что петроглифы, кладка? Как я должен его рассказать? Разрушенный каменный домик? Вот 1000 лет простоит, я буду говорить о нем так. Это моя история и моя родина. Красота, величие, великолепие, петроглифы. Я как должен рассказывать?
Я рассказываю так, как я считаю нужным. Не твое собачье дело, как я это рассказываю. Чеченцы не строили, дальше он пишет. Чеченцы не строили такие башни. Они приглашали, опять же пишет, ингушских строителей, это история. Почитай внимательно Крупного. Захватывать территорию с помощью подлости не значит, что это твое. Ладно, вот так. Этот человек, я уже... Пишет некий Мухаммад Малхсаг Некан. Сыроеды вандалы, пишет. Это Галгай строили, а вы пришли на наши земли, изменили язык, культуру и самобытность. Купчи никогда не строили башни, и вас не было. Купчи никогда вас не было, я согласен. Яковлев прекрасно написал, кто такие купчи, что вас не было, это мы знаем. Башни у нас строили, баулы, мы это тоже знаем. Сыроеды, ну не знаю, если вы не едите сыр, то это ваша проблема. Мы сыр любим, очень вкусный, питательный. Жалко, что у нас нету своего национального сыра. А так, вы, видать, хорошо. А что там строили Галай, ну это уже нординские сказки. Пишет, читая нужно иметь и размышлять. Никогда наши исследователи такую чушь не несли, не скажут. А вот я тебе покажу чеченцы, которые говорят. Вот такое. Опять же, наша башня, пишет Кавказ. Я некий ник Кавказ у него. С большими буквами. Это башня ингуша. То есть Абрек Анзор был ингушом. Жил в Нашхе. Построй башенные комплексы. Вот так вот. Дальше. Вам еще нужно сказать, ингушский флаг ваш. Валла, не наш. Мы ничего не хотим сказать, но ты такую ерунду здесь написал. Это вопросы. Это написал Адам. Потом этот же Адам следующее пишет. Да, молодцы ингуши, умеют строить галаж. И самое интересное, все хотят стать галгай. Не знаю, это башни чеченские, и там уже не нужно кому-либо. Это мы уже переходим на акинские башни. Я уже перехожу следующее. Дальше. Следующий вопрос. Это уже, я так понял, пишет мой подписчик из Ютуба. Заинди Нашхоев пишет мне. Ассалам алейкум. Ва алейкум салам. Ты сам-то выйди из кадра. Ты же природу показываешь. Уважаемый Заинди, мне нужно показать себя, сказать, вот такая-то природа, рассказать о красоте, о всем, и потом уже я показываю природу. Поэтому не надо судить меня строго и сразу наезжать и обвинять меня на боди 3 единицы. Нет, Купчий идет не от этого. Я понимаю, что ты хочешь всяческим образом сейчас свою туфту протолкнуть. Прочитай Яковлева. Еще в 1928 году он написал, кто такие Купчи. Найдешь. Так, дальше. Хамзат Бархолам пишет. Самое настоящее сборище лицемеров. Это я, Юни, Султан. Мы говорим о своей истории, рассказываем о мемориале. Опять же, не имеет никакого отношения к ним. Но человек... Мы сегодня хорошо видим, кто стоит на базарах в Ингушетии. Дела, я, как тебе сказать, ты, конечно, извини, но люди, которые покупают, продают, если без них всех будут, никто не будет ни продавать, ни покупать. Я тебе много кого могу показать, которые здесь продают, покупают, знаешь. И не только, без обид, и не только на базарах, в многих других местах.
Понимаешь, о чем я говорю? Поэтому никаких обид нету. Я тоже против не имею. Набрал, позвонил, все нормально. Купи, продай. А купчи или купчельги, я тебе объясню. Еще раз говорю, это научный термин. И он не сейчас придуман. Поэтому зайди к Яковлеву, прочитай, кто такие купчи. Все, дальше не надо. Так, дальше вопросы. Качество видео, пишет, опять же, я уже Керим Галиев на школе снимаю. Качество видео оставляет желать лучшего. Мне пишет брат под ником Нохчу. Горы прекрасны. Уважаемый Нохчу, ты извини. У меня телефон уже старый. Как мог, так и снял. Лучшего ничего нету. По мере возможности я и так пытаюсь сделать все, что могу. Выжать из него все, что могу. Если как-то некачественно или что-то нехорошо, я прошу прощения, но это все, что я могу сделать. Было бы лучше, я снял бы лучше. У меня не было ни зарядочного дополнительного. Я написал так, как есть. Поэтому я бывал, везде бывал. Братан, я видел, и фонтаны видел, и мойки видел, и базары видел, и магазины видел. Я в многих местах был. Народный. Не заставляй меня... Ну давай не будем, а. Кто продает? Очень много людей. У нас в базарах продают, покупают. Машины тоже продают, покупают. И ваши продают машины, покупают. Все, кто ваши продают на базаре машины, кто они? В Реданте, которые продают, кто они? Купчельги, да? То есть все, кто вашей национальности продают что-либо, они купчельги, по-твоему, по твоей логике. Я тебе еще раз говорю. Зайди, прочти термин, который написали. Я не знаю, что у вас делают на мойках. У нас на мойках машину моют. Знаешь, мы приезжаем на мойку машину, чтобы помыли. Что у вас там делают, я не знаю. Ари Берд Башлам, расскажи про ингушский ДНК и горцев Чечни. Ингушский ДНК. Ингушский ДНК не буду я говорить, но по логике скажу так. Они говорят, что чистые это J2, и что 90% у них чисто J2. А Экки не J2. Экки чистые ногчи. У них, как и у ногчи, L3. Большинство L3, все в ногчичу. И небольшая часть аухи, и небольшая часть в Ингушетии. Из этого делайте вывод сами. Черту я-то приму. Так. Ну, про качество видео я вам рассказал. Assalamu alaikum. Ва алейкум салам. Udu aldım uçağı. Alhamdulillah. Так, дальше. Başlam. Suğala içmek hayal. А, Hint yuhgoyç boç. Цад разный он, цад название шехкан. Цаками ершешил нахят. а. Үш мürт бәхил тырушил. Милла хил тырушил. Хен царық дейду царық амел. Хен царық. Суғала хайан. Хай институт яқын. Хай юхgoyç. Хай конкретно дуаны. Нахан ойш ушта гуқио. Дете. Да, он ол так гайнде хил хуеттен хай цам. Дискуссия яшсығыл ждать. Ахцел цан обращайте, что внимание, юхлюйтия. Уж дарите цан. Чеку специально шварцо, просто я почему именно зачитываю. YouTube чуа, аса ролик шукайсна. YouTube чу ролик шахун махара, сеть свежий, галанча жаина юас уж тухаешь. Наш гаина юас уж цейча. Иш ямаи не хаду комментарий язинах. И комментарий шанжуа, ас уж удалите, жуа пацалуш, ас уж удалитина. Я их удалил и так. Если я буду удалять вот эти комментарии, не отвечая, они пишут, не пишите здесь, ва алейкум ассалам, брат Аптир. Не пишите здесь, он все равно, я дома, красавчик ты, братуха.
Башлам. Башлам. Соплечу этумдах. Соин сладух шмовик полностью. Зокетта этумдах. Асам хубу хайон. Дела сум была низ хитер из инсуза وقيتر وات конкретно شيء يحقويش شيء يتواخي دوي قمل دايشي وشول تقوات تام اتل خان مياه مشلا نقاصن حاون دقاقيت كمنتاري شوي مثلا هاي известный блогер مويا داغن ويشوش سوال ندوات على تاسك Я просто сходил, братан. Просто вилла вьешься. Но не ты кусом ты чуа дуйчук. я это просто довожу до людей, чтобы они знали. Хинц астадваш черту. Вот я сукон. Хаза ацучу вали. Хаза астадваш шагин бац. Он просто наш хацанца те дихахилиот. Башла, во-первых, война хуна это иникио, это хуни милуцага. Если дадулой, нагасан конкретно. Конкретно, за пропагандеш, там были нагасан. Иш подробно что, хо галахил, кидек, и шадик хахуш, хаязин хривида. Хорошо? Ой, хайдел, да. В общем, ситуация, что... Черту, суха, асюгат акка, асмацабах, цаканду мацабах, аснардич бубахуш. Асюгат аккаба. Хинт аздадуешь, что вопрос хазион. Детально, я же все зачитываю, вплоть до запятого. أنا اللي واحد يشتغل سو يازن دول هم مش ناس بشلا تصحن أغور هو شيء قوال غيرت زقيتي وتصحن أغور أوبريكات واتسو وقا أوبريكات واتسو تصحن أغور وقا أغور то есть человек, он конкретно муэдер, говоришь, определенной целью, хажа тамщином захетом, почему мы все время говорим о нас? Вот, ой, Илья, почему нас заставляют все время говорить о нас? Давайте поговорим о них тогда. Ой, нас заставляют, Башлам, нас заставляют эти неизвестные люди из-под левых ников оправдываться, доказывать им, что они неправы. Эти вместе тем сами иду, валлахи, ламавошик, сун бойз, олгай, кенти бойз сун. Вообще его инстаграм, что я зер, юмш, дочь, я хёш бош, хунай бош, валлахи бойз, Башлам. Но унага и сунага это она и наха вочуб хижин ашбац. Вочу я зеш бацуш. Е бузуртанос ютик чват хич бац генти хетио. Е уко ютик шей сомда хеш лирш генти бу. Например, я дос какени ве вацу далкела мадуэ шадерги. Купчик бохш и куш дуэ. Шух али, хукар, шух али. Хин сокчу комментариш бушусон. Хин нохчу усо. Цены нохчу усо да алмола. Асен хитагиду. Купчик. И нохчи хлишолшу. И غلغة ليشوش كوبتشل كويس ويكخاتش دعبازر واخي ساسون بعندوش قيت يعوز ويعزو يروش إنوختي شو حكر ورون يكوبتشل غلغة مخكاكر ورويز قيت يا يوبشي قيس بريدمت يعتز قال حم بوياك ولس حم خلي عبايس просто سوال غير شو ديلغ تيش بوش نياحيوش غلقدوش دينالدوش بولناغ بات إيش بو وش قيت بيش بيش إيش بو وش وجري Het kent u al geltje, nog geltje, zo wel het was, hè? Is jullie wel? Certo, haswicht zakiet. Als tamshir killer hudu khaishon, so imen boyint advocaat, boy nog advocaat. Advocaat wat zo zo'n nachtje ja, dus حاجات. Als je het krijgt, dan ben والله بالله تالله zakiet zo'n, يعني камел den wol, так бьешь её. Докладно, адвокат. В прошлую пятницу 1 миллион просмотров на YouTube-канале. Нашего YouTube-канала. 1 миллион просмотров. Сучувоша, керствола, гаствола, гюджола. Тысячами человек хажик эс роликшка. Цачучи 2000, 3000, 5000, 13000. Ах, бог чунца, сучуах минуцаха, цунжуак, ас хитцел жуак делдат. Хитцел ас Ибрахим, куали, Ибрахим. Хочу, воник моя зня удалить вообще вещи комментарий, чтобы не было между
между собой, межнациональный рост, да я конечно, я это говорю. Но со ад ашуш, со чу ногчи вайнчу, со ногчи Петроглевчу, со хочу вел аш колоджин латан ир вайнчу бахцу. Вот. Кидек бах, бах, хун минут саха, адвитае, küpçülük, dikniş bu küpçülük. Це Бог освет, а дитя це Бог освет. Бог хай. Ой, освет юба. Хун мел дик войсо. Сун always. Цада мават. Саджан башлам. Сун always. ودويش توشي. Субохи. حاورين يات بوخسيس هو يحقوج اتكريت قمل ده شو بفاكتو وإيش باور باتشت. اي قمل حاجه любой психолог احسن анализатацию دين دول قمل اذا конкретно есть шизофреники قمل ده شيء كتانا اوديت وقا اوديت اش независимость функция яққан бош дүйт يون دي яққан бош дүйт короче говоря так куючуиц Цунцел я цкет я бакон деря чуатсис из дуран цунцел куюкан Çocuk elba, xil diyarvay, şatway, ehki, çabirvay, tsanokçi xil bat batso. Çocuk vel nokçi public çu yazwa şu iqiyetiyo. Çocuk vel jimnik, qivek, qiyechen harvek, yeşeyes. Atsustagan abisni tsadela, way xil dat ba, way akmadu way shimut akbarot do way shimu ara way. Way shimu dun saka wa qosh way ma bayt astil bilna. Ele taydu Хотана юқидо датво, вай и внутренний сепаратизм, цахалит, вай борт бошхалит, вай цахалит, нохти кам халак цадайти, вай юқид ица айнит лирш датво. Дута. Хон гушта асу гуш цун и хазар уй хасун эт ролики. И хазар волдер эт ролики чуван бас. Хазар хайн цауг маис. И бау никогда и нашхай муаккад никогда в жизни шухилла бац я хик бац. Siga yol bağınış so, say bağınış yüçmü so, say nokçi çüye yüçü so, say nokçi teyp yüçü so. Pes koy buğla yazına çar iz. Eki bağınış buğla yazına çar iz. Mesela az vayşim iştiyargır tıbyaşkır. Vayşim sanki huva boş sağırşkır. Так, если уж полностью удалите, если уж сразу. Цаез башлам. Цаез. Тағанлеш дина нагахсан действительно национальный قوم humanitarist буйш. يعبيش بالناخ سير историк شبوي تسارك официально до حاجه журналист قيقن سير نيش قيقن وين نيش قيقن журналист شو официально حقوق حاجه اصلا دوكيمنت كاتش دنا هوقا هرم شوتون يازيش هر يا ابرغنو تيز وي واغيجن مسوناغن داغويتش وتلفزيون داغويتش قد يول مولد جيت ايوخ شو صار كي يقول يوش هو صعدين ليلر بوش يدعون ابرغنو تيهر يدكزات تيهر خز وعاقيجن ناغن دوق ناغن غوردوش مسو بابليك جي دعوي تردو شرطو ديل دا حورودي ب جيما ووق انا وات مسوس قيقنا ويديس ما ديسنا افيرا اش قيقنا علي он дагма دوق تار قيق ما قيقنا ني то что اس اكاديمي نوق قيقنا تار تلفزيون официально باغي اسم باشا انا قيقنا كي يختاسي اصلا قلت ما يعون قلت عسيت كليك عايل لا اتسو تلدا كينا مياتسو مبالي ديشتات سون صحا تلدا كيدات وي официальный канал и государственный канал и صوبر ده سو قلت ولا صوبر не мой я стерю اصلا لا число 2012 год ирдой да уж حقيقة дагой то духом академия Чеченской республики كيف تمدينا سون гениальный كيف دينا بشلام اسم بور مدات اس كيف تم جينا ان دقنا هن ما تجينا كيف تجينا قيتي اسبو غايون وحاخيجن تلفزيون جوادوي конкрет резонансиол что я держал هنا خي هر уже ген дош ну да целое поколение воспитываться здесь что на этой лжи هر опровергнутые هر шаги версии теории версии я доказать يكون и черту авуйся да он возле доин да сон войшу и то элчунгла дошта эфире ахуршуи ни свой хартуй мацавахас تعهمنا شيء همنا مو رسنا شيء مهتجو пятница я отвечаю на вопросы асить даёшек цельник бемаят асить даёшек нохчо когда мою тебя юш там не только вопросы которые задают они нарницы там есть и другие вопросы я отвечаю подряд на вопросы
ютубяю, потому что в ютубе на вопросы отвечать я сразу не могу. Я загружаю видео, я Ибраим загружает, все, я не могу ответить. Если я просто захожу в эфир, انت كوشكي مشكله وصنغ يتصو ويترزاني ذات конкретно я هو отвечаю هسه на سويتم вопросы, شادق وي которые شايقر заданы на моей سيستم странице. السيستم يوس حاجه شتعمل تاسوي وشو احنا قاعد سنوي عيد تقولا يوزمون كل تقولا حدا يرزونش دق داخرش شو قاعد عيد الدر شو قاعد وزموج نستير إناخ كونكريتنا وعاخوش بي تلويدنا دقا ناغن عقول بولش يوم يسارك دكا ذات ديت يا أبريرجنو ديت هون دايلشا اتس بيتشتا حلقة شو الملدوش قان عوري يتم وشوشن اتس نقصين قد بيربو الغيت سون تاع حوصوش دق داغش دايلوش بغلا وين تحوي وخشل تحوان سينجا تمتبوش قاستو دق دوتدوش يوم سارك أبريرجنو ديت كونكريتنا اتس ингушетири телевидение гой турболш нохчи телевидение гой турболш та передача яйцом саунда шайна ой мегер дусу да арвол башлам тенти рвало Да, саунд даст нормально все. Так. Ага. Я, конечно, приношу свои. Умат, ва алейкум ассалам. Да нет, давайте, здесь осталось буквально немного вопросов, я отвечу на вопросы, если, которые задали в Ютубе. И если в ходе этого ответа у вас возникнет какие-то вопросы ко мне, я готов ответить и на них. А так, абсолютно не переживаю. Я не переживаю и могу ответить каждому. Башни чеченские, этот вопрос пишет Деби. Деби пишет, башни чеченские чуть отличаются от сванских, насколько я знаю. А так, да, множество уничтожено. Советы, кстати, этому виной. Также после 1944 года множество построек были уничтожены. Башни, крепости и так далее и тому подобное. Остались лишь руины. Самые живые экземпляры Кавказских башен сохранились в Фанетии, насколько я знаю. Эти башни размещались по входу в ущелье и использовались как боевые, но и в первую очередь сигнальные. Разжигались из соломы огня, только вот не помню, какой цвет дыма что означал. Но суть была в том, что если шел гость, горело сено одним цветом, так как его обливали водой. Если враг, то другим цветом. И к моменту подступа врага в селение уже все были наготове. Датировка этих башен после нашествия Тамерлана, то есть 4-14 век, в основе своей. В тот момент многие народы нашли убежище в горных ущельях, уйдя глубже, так как в кровопролитных сражениях большая часть была уничтожена. Это то, что я знаю. Это написала Деби. Деби, абсолютно верно, с тобой полностью в основном согласен. Что касается башенных комплексов, они были более раннего периода, начиная от Харачоевских башен, которые мы знаем у нас на чеченской территории, археологи нашли, которые датируются с 5-9 века первый. То есть они башенные комплексы, деревянные башенные комплексы. Что касается башенных комплексов, которые были в низовьях реки Аргун, то есть на плоскостной территории, они были тоже, они зафиксированы на карте. Я и мой брат Гуно, мы очень часто публиковали, мы знаем, что здесь на равнинной территории, недалеко от того периода Чечен-аула, нынешнего периода, и Грозный, Сюилькуэрт, пригородный, вот знающих в этой местности, что были на Сулже, вплоть до Чуртовой, это Петропавловка, находили башенные комплексы. Башенные комплексы также были глиняные, то есть из дерева сделаны, глиняные, 2-3-этажные сигнальные башни были и на Тереке, по правую сторону Терека. Поэтому башенные комплексы есть не только были и на горной части, были на плоскостной территории, в предгорье чеченской. Что касается дыма, насколько я знаю, белый дым это было мирный, дружеский гость, а черный дым
или как он делали его черным, там, наверное, своя технология. Я как-то не сильно, честно, маслом, кажется, обливали или что-то нефтяным обливали, оно более черным горело. Это был знак уже о том, что давали сигнал о том, что надвигается враг. Сигнальные башни находились не только в Сванете. Если я правильно помню, если я не ошибаюсь, эти башенные комплексы сигнальные были вдоль пути Шелкового пути. То есть во всем южной территории Чечни, Хевсурети, Тушети, Сванети, горной Чечне, Нохчичуэ, Дзурдзукети, эти вдоль Шелкового пути сигнальные башни были. Надобность их и практичность их уже не использовалась, я думаю, уже после того, как появились большие орудия пушечные, потому что они могли разнести. У нас заканчивается второй час нашего прямого эфира, я прошу прощения, я перезагружу, если кому-то интересно, и мы продолжим последнюю часть, третью часть, отвечая на ваши вопросы, и мы закончим. Заходите, если кому-то интересно, не теряйтесь, мы продолжим третью часть, просто трафик заканчивается, и мы уже будем, отвечая на ваш вопрос. Башлан, ты видел в Чечне башню из булыжников? Нет, не видел. Булыжную башню я не видел у нас. Дальше я сейчас отвечу. Ибраим, если будут вопросы, задавай оттуда вот тоже хорошо, я сразу отвечу. Вот. Дебби, в основном я, конечно, согласен, что касается башни сванские, очень на сванские башни похожи даже наши самые крайние восточная башня, которая находится в селении Хуай Чеберлоевского района Нохчичуэ. Поэтому я думаю, что основа у них одна, автохтонные народы знали, как строить эти башни. Вполне возможно, архитектура, дизайн, они поддерживали, знали, поскольку я знаю, что касается Грузии, могу сказать однозначно, что в восточной части нашей родины очень много мест, названных грузинскими, именно грузинский базар, что здесь были грузины, там были. Сегодня мы среди чеченских тейпов находим очень достаточно тейпов, которые сдали ДНК-тест, хотя они, некоторые упрекали их в том, что якобы они там из Дагестана, но на самом деле никакого Дагестана и рядом не стоит, они произошли, то есть корнями из Грузии. Поэтому, что касается сванских, сванети, мы говорили, много раз говорили, и с ребятами из Грузии я проводил прямые эфиры. В сванских словаре не скажешь, в сванском языке очень много слов с чеченскими, которые обозначают, имеют одно и то же название. Поэтому грузины как автохтонный народ и как адыги автохтонный народ для нас не чужие люди, мы хорошие соседи, достойные друзья и братья, каждому по-своему. Ну, конечно, нельзя говорить, что не было распри, не было проблем, все это было. Поэтому
Думаю, что лучшее впереди, надеюсь на это. Так, Леон Одиночка написал мне. Не горная Нохчичу, а горы в Нохчичу. Пускай будет так, брат, если тебе так удобнее, я не против. Так, наверное, поэтому чечены выставили на выставку ингушские родовые башни. Пишет некий МД. На выставках международных. Я не знал, что есть ингушские башни международных, чтобы выставляли их. Поэтому не знаю. Честно сказать, не знаю. Ничего подобного не видел. Чтобы на международных выставках выставляли башни мы. Нис. Так. И пишет Адольф. Пишет мне. Пястилар Пайдбац, это в Васиновском ущелье, Гайгушхильч. Уважаемый Адольф, А-Дольф, для начала, на мне была рубашка, она очень длинная, под ней белая майка. Я всегда ношу майки, чтобы не потеть, особенно в теплую погоду. Не знаю, что ты там видишь, это ущелье, там дуют ветры. Длинные платья, как арабы, я не ношу. Рубашка у меня вполне длинная. А то, что ты там ветер рубашку поднял, там чуть-чуть там увидел мою майку, я в моем понимании должен слушать, смотреть не на меня. Я же не бухаю там, не танцую, чтобы ты смотрел на меня. Смысл слов, посыл, месседж, вот что самое главное. Я не смотрю на чужие там, как он одет или что-то, я по одежке не встречаю человека. И прежде чем что-либо говорить, ты посмотри, узнай, что да как. Дальше. Я ему написал, может, ты ветер остановить умеешь там. Ветер остановить я не в силах, но рубашку подлиннее, ты куда еще длиннее, рубашку я вообще не знаю. И дальше он пишет, Гитлер пишет, ты можешь одеть, когда выходишь на весь мир. Во-первых, я не на весь мир выходил. Ну да ладно, спасибо за пафос. Как чеченец. Ахдок амял муатталгана шлилошсан хейтирсун. Мятчун хульштегду адуйштег. Я не знаю, что ты мятчтег. Я в твоем понимании, я не знаю. Я от чистой души делаю то, что я могу. Пытаюсь помочь, пытаюсь показать всю красоту своей Родины и делаю все, чтобы мой народ был единым. А что вы там говорите или ваши мнения, выйдите, объедините, езжайте в каждый закоулок нашей Родины, расскажите о нашей истории, исследуйте, покажите, что мы единое целое. Если ты будешь это делать все бесплатно, в длинном там, платье или рубашка, что ты хочешь там одеть, форму муллы можешь одеть, все что угодно. Сделай это. Все на добровольных, бесплатно, ничего ни у кого не прося. Я клянусь тебе, обещаю, даю слово. Валлахи, биллахи, талахи. Я не буду больше ничего снимать, ничего делать. Сделай ты. Муатталх царилош, сделай ты. Вы знаете, вот я зачитывал уже все вопросы, а этот вопрос задает якобы, по крайней мере, ночью. Какая у меня одежда, какая рубашка и так далее и тому подобное. Меня не надо обсуждать. Если я что-то делаю не так, я пытаюсь объединить, показать, исследовать все о своем народе. Деша, деба, даха, санхоми, нохчикам. Все, что я прошу. Я у тебя прошу купить мне рубашку или что-либо другое. Нет. Я тебя не прошу посмотреть, есть майка, нету майки. Там борода красная, лысый, не лысый. Это уже вопросы, которые имеют какое-то значение, я не знаю. Если ты хочешь там видеть, я же не ведущий там и все. Это блог, свободный блог, влог, каждый называет по-своему. Я делаю все, что могу. Там ветер подул, пыль может в лицо попасть. Может, я упаду, может, я сорвусь, ногу сломаю, что-то со мной случится. Всякое может быть. Ты же не придешь мне, не принесешь ничего, там, в больницу даже лишний раз не навестишь меня. Но обсуждать, что ветер немножко там снизу мою рубашку приподнял, и ты увидел мою белую майку, вот это тебя, как говорится, задело. Вот в чем ваша проблема.
адвокатами быть, осуждать вы мастера. Но сделай вместо меня лучше меня. Не порицай меня, не оскорбляй меня. Сделай лучше меня. Покажи свою чуткость, стойкость, красоту. Я оставлю это дело, скажу, более молодой пришел, лучше сделай. Осуждать всегда проще. Говорить всегда проще. Вы же видите, что человек 10-15, когда я начал зачитывать их вопросы, я же никого из них не звал. Я писал про чеченские башни. Зашли и они и оскорбляли, и пишут. Посмотри про женщин, там у нас на базаре продают ваши. Если они занимаются тем, что Всевышний Аллах не разрешил, если Аллах не разрешает где-то купить тогда это оскорбительно мне, как моему народу. Мой народ выжил в 2 войнах кровопролитных, потерял 300 тысяч человек. И после этого сегодня некоторые утырки нарнийские пытаются его разделить. Я пытаюсь не позволить им, донести им их историю, про каждый тейп, про их башню, петроглифы, объяснить, что у нас все общее. Язык, диалекты, говоры, традиции, культура, история, все у нас общее. Что в этом плохого? Что делают другие, вы думаете? Каждый рассказывает свою историю, каждый пытается преподнести, воспитать достойное поколение после себя. Что бы я ни сделал, вам не угодишь. Появляется 1-2 человека. Это меня не сломит, конечно же. Меня это никак... Валлахи, биллахи, талахи не зачитывать. Я мог бы и не зачитывать. Я мог просто оставить эти 3 часа провести в дискуссии с вами, сказать, ну, что вы там хотите. Давайте я книгу Хасана Бакаева, там, доктора исторического, давайте Джавахашвили, Яуза, Яндарова, не знаю, кого угодно я зачитаю. Зачитывать, показывать вам карты, разоблачать. Вот у меня есть каталог башен, все остальное. Я могу вот каждый день этим заниматься. С закрытыми глазами. 24 часа, не знаю, 3-4 часа мне на сон хватает, я могу это делать. Несмотря на свое здоровье, все остальное, я прошу, попросил брата Шаха, мы поехали, нас пригласили, поехали Лам-Эхкой. Нохчичуя, поехали на открытие мечети Рузбанвана. Потом по всем этим горам, несмотря на страх, риск, ездил, снимал. Все для вас хотел показать, сделать. То, что где-то в ущелье, где дует ветер, что-то так поднялось. Камеру ты не так поставил, вертикалку поставь, горизонталку поставь, что духдахаш. Вас очень много. Вас очень много. Я тем, что есть, я хоть что-то пытаюсь сделать. Вы поймите, или, не знаю, поддержите. Я уж не говорю что-то финансово, хотя бы хорошим словом. Но пилить, вот каждый раз. Ты не отвечай, ты не видишь их лица. Ну давайте, книги пишут, не видя лица. Делают другое, там вызывали, позвать, давайте этого позовем, давайте того позовем. Но айбарт цахла, вайти айнерду. Вайх лейш дагаяч бу. Вайх сунца любой. Вай ну долгум дагаяч что. Дани слово, сажимо что-то, давайте сделаем полезное. Германия, Ашворша, Ибраим, Цюнгулани. Месяцами мы пробивали этот YouTube канал Хал Яш. У меня нет возможности, ни компьютера нет, ни ноутбука, ничего, резака нету. Я через телефон захожу, один и тот же телефон у меня последние 5 лет, через него что-то делаю, у Ибраима спрашиваю, пытаюсь что-то вам сделать, что-то довести до вас, чтобы вы поняли, как я, если вы каждый тейп, у нас будет великое государство, у нас будет великая республика, у нас будет великий, я не знаю, село, аул, город, все что угодно. Великое, я не говорю, что лучше других имеется в виду. Ну, объединяет, почему? Почему, когда грузины объединяются, никто к ним не лезет? Почему, когда адыги объединяются, никто к ним не лезет? А когда Нохчи говорит объединиться, нет, нам нужно. Я не знаю, что вам сделать. Отвечаешь на вопросы, почему ты отвечаешь? Не отвечаешь на вопросы, ты еще о том же, об истории. А да о чем вам говорить вам еще? Тамаева ударили, я говорю, для меня ТБ это не удивительно. Я рассказываю, кто-то где-то летает, там это ударит, того ударит.
Я могу ответить на любой ваш вопрос. Проблемы в этом нету. Ну что вы хотите? Какого хайпажорства вы хотите? В чем смысл ваш? Посыл в чем вообще? Что вы хотите увидеть? Какой посыл? Работаешь по географии, вас не устраивает. Работаешь по книге, вас не устраивает. Выезды делаешь, кому-то нравится, кому-то не нравится. Отвечаешь, выехал на свои. Я поехал не в чужой регион, я поехал к себе, к землям своих предков. Что вас не устраивает? Ты время теряешь, А на что вы другое время теряете? Я-то хоть отвечаю на вопросы. Вы прекрасно должны понимать, что 30 лет люди точат, говорят одно и то же. Говорят одно и то же. Одеваю черкесскую, адыгскую футболку. А что ты ее одеваешь? Одеваю ногчи, а почему ты это одеваешь? Я царасу. Ладно. Раб Аллаха. Брат, машаллах, ты делаешь очень много. Хорошо, что есть такие братья, как ты. Забей на такие глупые комментарии. Да, мне, Галай, не получил. Галай, ты не в Ингушетии? Если в Ингушетии обычно Цаяет Лаунд, оттуда всегда присылает мой один друг, но у него никогда, редко доходит у него с Ингушетии. Если он Ингушетия, Аллах, всегда, когда... Да я не на соседей обращаю, Мадин. Я не на соседей обращаю внимание. Я отвечаю на вопросы. Казбек, мой братик. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Я отвечаю на вопросы, которые я не знаю, кто это написал. Но кто бы он ни был, я отвечаю на эти вопросы. Ложь нужно опровергать истиной, правдой. Если не отвечать на нее, ложь останется все равно. Рано или поздно получается, что она где-то люди начнут десятки, сотни тысяч прочитают и скажут, на самом деле им даже нечего ответить, вот их разбили в пух и прах. Разве не так? Я думаю, что так, я могу ошибаться. Казбек, хала, а то я тебя принял что-то. Маршалду башламай памел волчерга. Волчерга узалбнайк. Садухан юрять. وين ما خقر بسلام حو شاگیرسون خود چی شو چی دختن خلیر که کلاش شو دادوان شو دخت دو قانعلی سو خیچر چی ایدو حی بخیا ها یش تامی مریالی قوی مش تدیل قیت میت با بیشتش وی دو یونی اسقی خانو چی یونی سو یونی شو یونی شی تسویل وال شو إذا вы тунах хомяла қиеты, я прекрасно это знаю. И мемориал, я харил, что на республике Ацкой. Война прекрасно учду. И мемориал, это рёлш Ацкой, цанна и республика, это цанна ломингу, это Россия не любит признавать преступления советского периода, это мы все прекрасно знаем. Значит, идо уерис. Это польский комиссар, будешь сам не аденик расстрелять меня. Тига даже лорд, а сегодня мемориал, что-то я их почал, кто ушаясь. Хаты немцевица? А? Хаты немцевица? Хатынь это белорусская деревня, это Немчагин. Это польский офицер расстрелять меня большой киш. Вот на этом месте лорд Польши мемориал делается. Ну, Польша, честно сказать, она всегда не сильно славилась и своей любовью к России. Ну, понятно, да, Польша... Да, и этому, в любом случае, Хазбек, ДРС, Хил, я, честно, я не знал, что ты задействован в этом, да, проект очень хороший, великолепный, да, и причем высокогорье, это очень сильно радует, конечно же, на самом деле, очень радует.
Ну, в общем, ich haldu из-за hinstotziga bolbers dochs Казахстанер венша бахцо лерна Казахстанер КГБ штуцин где-то от 8-9 лет там и ниже. Şu kuberaду husamnana üçüncü. Значит, üç barış vien из цена и дүй чук эсенц. Я хайба хую дүй чуйцун. Цен чук истапца семян. Тига чуарт адам дух. خز يوم تكون تغيت تصبح شيء شتايبه خير بقولوتشر دعاديش شتحال ديك نير значит شتحال بوخ так из-за ويقوم внимание шметиги но тагана وين прекрасно وين чуарду и хайба хуюцоуш тига хиллага модердич ауэле уэлч термир хумдац тот же Хатынь, тот же Уггар Багиан и Шеметьегюк, вот это белорусская Хатынь и вьетнамская Сонгми. Уггар Багиан Метчуж, потому что это массовое убийство мирных жителей. Хайбахях от Сонгми Хай, от Хатыни Хай. Ищи деревни Цантуахча, Киалсам Адамту, Хайбахях Калнак. Он дальше бог богом бухиллага из-за комига согранит что не для того, чтобы идолоца чьет буйбалан вот чтобы не для того, чтобы воспитывать в поколениях какую-то ненависть. Нет, это часть нашей истории. Тарана уэль халбер шатик халаюаш узнала донашдина. С возвращением из Казахстана, с тех пор, как с Казахстана вернулись, Лиршбуй, Дашбуй, это общая национальная трагедия всего нашего народа. Без всякого сомнения. Боду. Так, вы поколение, халаюаш дониш дашлу, вы тебош, халаюаш дониш дашлу, но это часть нашей истории и мемориала. На самом деле, вы в республике Кюгал очень Омрицани, куратор Ройшамяду, реставрационный белши, Хошбаудиу, мягко белш, Хошбаудиу, куратор. Но само строительство мемориала, она доверили мне. А он спартановский, О. И та орсу чугач, йоу. Samuel assistiu, eu e Yunis Yashyason, aí na Austrália, o vídeo gladu khambas, Yunis suchu haba moba, curator Ramzan o huyer eskiz daevi yo Yashik Urus Martanovski ha тсаха и хая реально Яш востек он войшвац, он не хочет себя назвать и ценю. Свой я шутсабах. Я наоборот призываю туда камень памяти, юни поддержки. Свой и лалу свой, и тут били нас бас. Тик совума бог ха. Короче, интересно. Сун он бадек деза башлам. Сохун подписанный у Сун и Гир. Я видел это. А ой швы. Дел да сун и ой шмавацу не милу мацара. И до сатала васу. И я почему это вспомню? Чебарду ворк вож. Вор. Вот у Чебарду светлый халир шуйте. Ага. Через машину для гор он более приспособленная у него машина. Да, своей жизни и на вас Инстаграм сугина ватс. Я очень сомневаюсь. Чун бар бабати асьяшала. И ха асьяшала. Чун кэсагасту шунду из имеется в виду, кто именно его строит. Азбадела, хомуасариш, язина, кальч. Уязина, казауана оставь. Все, уже понятно. Это не важно, Башлам Дейл, да, из-за сундинцу, я, честно говоря, даже не знаю, почему вот из-за цаллекса важно, да, и я еще... Из-за, Казбек, я-то понял, просто знаешь, у нас люди есть такие, ты понимаешь, прошлую пятницу я отвечал на вопросы, был сильный ажиотаж, то есть прирост прямо в прямом эфире. Окей, пятница закончилась, суббота. Я зачитываю книгу, показываю карту. Штиль.
А хаттер душу задавать, если хаттер, штиль вообще. В воскресенье я тоже рассказал, час-два, ну, каждый эфир, он махар. Для меня это как бы в нагрузку, если я не работаю, тем более, имеется в виду финансы. Дица, отключите нам. И целую неделю мне говорят, это чуадол хаттер, жуак дельч нахан хай, там такие острые шепетин. Казбек, дейл дуамайна, я зачистил. И бауа, асючил, и аберг бзе, маха, это Юнис Ицин бауи. Я поднялся, я ни слова не говорю там, даже иронии нет, сарказма нет. Я ни слова не говорю, ни о соседе, ничего. На одной башне 9 петроглифов. 9, это то, что я увидел. Я, конечно, восхитился, потому что такой массовый, как гуля, цанбаут, я это цегендер, мне это понравилось, я заснял, рассказал, показал это всем остальным. В надежде, что и всем это понравится. Я не рассчитывал, что кто-то, ты же прекрасно знаешь, что ни Хайбах, ни Ножка никогда не входили. А вот вы украли наши земли, приватизировали себе, вожул. А сьюат Ахба, я не называю никакие нации, мне до других дел нету. Я проехался от Лам-Ахты по Хайбаху, Алруай, Цуантруай, Хилхуай, Чармхуай, Ялхуай, последний Пешхуай. Мы с Субаун снятия индаонесу. Ни слова я не говорю там про это. Там ни про соседей, никого не говорю. Сей мог шел, сей здоровье. Сей вот на остин алха сенавно ахмадат он махарсик дай сайлила. Только машин там чуян ерсига хадо что шхан не чуян. Вож машин и тех машин юахлячер соғыз хауоша яхли чауясу это на дуатта воша. Но все равно это же какие-то затраты. Утром в 9 мы выехали. Утром в 9. Шадик, чакацават, хаши, си быстро, гендерная бау, асун, газ, ярсун, чо, хазгат, ярсун, цербау, гена. Я проехался раз, але в 9-10 часов ночи цауат, хаши. Ну, и так, это нахан было, хай муак, буа, если бы социальный муак, они, хажан, самый интересный, казбек, мержау отцу, цечахкау отцу, это. То есть, хаях кенбол шел. Сейчас в 2009 году, да, я знал, мети. Сега осинца даже снять не наят. Галай махка, пьеча. Каван. А? Мержаван, цечах, каван, ночью мах был. Бу хас, ица басвек. Просто это цахал. А с Богом худон, хин социкшул чапа. Ас даже ишцаягича. Сулачу бахкин, я зош буш. Башта, Эзер. Тамир дерес, там сокс, я, конечно, я не психолог, сам до, то она инсоц. Аллован, вот я видел ролик Сажерсо, я видел свои эмоции, и эмоции ще сей хилдела, сон вола, сосу тайпанчин воу, трай бауаю, трай тоборайду, трай бауаю. Сумун иститрай балгичи, нашхар балгичи, шютер балгичи, шалер балгичи, митчер мах, нохчу мах букис, митчабала. Бук. И до юга таму дюч, таму элер, хуняндини маталнаш лиру, шо и маталнаш юяц, и эмоции шу, и шавараван, отца ше мах биш больш, ше мах кар бисан бол. Хавалер, это вот часть той нашей истории, от он теруатан и эмоции испытать и попытаться эти эмоции, вот как говорится, вот прямо вот с пылу, с жару, вот их на телефон передать. Ой, ажан аргиксон, ажан отцел, дот эйбдаласал. И еще внутри эмоций, что что Erdo matlanış, erdo qedek, erdo şadek, erdo. Sen matlanış, yatıyorsun guşdu. Talejdi na, talek hobal, хулш поет боч. Хай могul хавал шо это прекрасно. Шадек пошло галч, что должен. И цавай поема рибе. На талек цахил вас галч, хангерадул. Да. Нис, критиковать это проще всего. Но опять-таки, это критика, любой собой ящик критика,
цуна шуарт, из чего эта критика состоит? Критика состоит, то есть характер этой критики, это может быть его собственное невежество, это собственная черта характера, это настроение на тот момент. То есть много абсолютно факторов. Там массу критики на реагировать. Конечно, есть такие базовые моменты, которые надо реагировать. Надо юмшлер дать из ночь бусолпса. Но из-за того, что там мотал еще и унядник и сунуать мотал ниш годами басилия. Да. Вала عمبارك دي صار كذبك уже кварда хана миалеси матан ширш. Мотал ниш кварда хана юкидек ду башлам. В любом случае талеш дина. И там иногда вот ездящий черту и публика благодарит где за это слишком чересчур олшдег язошдег чересчур хули волча тут кто-то пишет талант дина валы разным Вала казбек. Будем следить, вот суман ген беш, но я дошли, и цатель олшел, че любой чун халгиети иштумду. Но мы чуть-чуть отвлекся от этой темы, что чува бахан эльдерас. Значит, в первую очередь от мемориальной значимости вайхоман зюгабах суна уночь о мехалхиет. Он дальше и проект и ирёшу эльч дюн и эльчдюн, талан соб я по своему я строитель, соб обежу. Тюн цель его финансовая часть, его талана бобичани бошвортпо. Вот это меня меньше всего интересовало. То есть саги, вот то, что человек после себя оставит. Вот, значит, я дал и вовремя сдать Таиру, то есть... А сроки есть конкретные? Ну, примерно, да, сроки обозначены. Значит, но мы укладываемся, у нас есть график работ, мы в график работ укладываемся. Значит, тига ашмадуй, то есть мы-то там живем. Значит, и мемориала осмаллара и я вяхарош сагват тундела глава республики тюн амрцани и ешаю улай сун и ешю эльча чолхасхета. Значит, да, да, я очень рад. Да, весел цажиман сказбек тухал и хайбах башёк метиге церцугон хайга хойсан шайк полностью метхвате. Ва мовенир субар Шамелек бар, дела бар, шаиг метуаторию бар, полностью говорит, хайбал, мы восстановим бар. То, что бар, вот мы, wallah, тига, абсолютно кар дуагмадец. Тига, сюли бой, кстати, и поэтому сюли, что интересный момент, он кинхейт, сюли бу, но они говорят, что хачвайду. Хачвайду, то есть сюли дубош, но то сюли дать, то хачвайду. Кстати, туда приезжали дидойцы, то аварч, да, то дидойцы, а то ночи. Да, дидойцы говорят так сразу, дидойцы. Что сейчас иншает дольче юрта, ночи, можете преподавать, организовать такое. Что сейчас кабу ночи бу, то ночи дуэла, прямо царь хабош иду, от тига бабеча сюльше, царь ночи можете. Ой, все равно сюлю, олса. Ой, он надо, ой, сюлю, олса. И самое интересное, и вежливый будешь, эта часть, шейнюк ага, цара, ну, кинхир, сюрши, ночью, каеван, хушду, но когда по акценту видно, что акцент мохуль, когда у тебя есть другой основной язык, и когда ты говоришь на другом языке, у тебя бывает... Да, конечно, есть. Акцент, термуйон, эльче, и долго, кистой бац, биржимонкар. Керил акцент, это что удивительно. Интуиционуш кинхир сюли буэл. Сенсара арит, а ночью мат бич 100% уж сигарна хуэ даркас. Но царь шейню а ночью мат бич. А селок ва шейню а он бич аж ночью мат. Там понятное дело, хуэгаш аби ночью мат, то ночью дол дел. А шейню а то ночью дубах.
Что молду ночью. Кайна, короче, сейчас кайна, сейчас сауны один бухен, тяхен, сейчас хачруайду, сейчас ночью. Да, духлал, что короче. لا لا عبادك دي شيء دين كان Барга долш. Ламаз барга долш, саллик та солна хума доч, са солна хабарш доч, такие-то работяги эти ребята. О, kahvik, бяк, он один хребуешь. Да. Бабешло. И вот мемориальная долж хакана, Аллерсон. Значит, со осмаллера, со нашховать, со нашхорвать. Тем более, Чинхуай один из немногих тейпов, который не утверждает, что мы родом из Нашхи, то Нашхардец. Многие не утверждают, честно тебе скажу. Наш харбу духобоч и хаул хан наш харбу. В основном те, которые инцидентские нажив то скцуагу бешбуй, навчмахваш, ичкеринский тухом, варю кабошбаш. Царь оле. А так шатойские и тумкалинские, галанчорские не должны говорить. Наша это местность. Просто я так понимаю, что, знаешь, какая ситуация? Я сейчас в последнее время узнавал информацию. Массовое скопление в горной местности его не было. Чтоб ты понимал, ты же знаешь, да? Мол, хуайчин, анти, вот, везде зум свай, тум свай. Это не место массового скопления людей. Все, кто в горах живет, это знают. Небольшие эти поселения, которые есть. Массовые, где было наибольшее количество, которые ушли от Тамерлана, скрылись. Это местность наша. Поэтому массовое место сбора хила. А так в Шатойском районе, в Итумкалинском, Галанчорском районе, это вот везде было место, где скрыться, имеется в виду. Adam documentkelar izо. Это не так просто все же. Да, от самотиг, я ничего, элерцо, что, ну, когда проигрывали войны на равнине, то есть войн волшеб, а термин Москвы Мацагалиевич, это там, да, вот, то есть это вот поднимались в горы, зализывали раны. И, короче... Там из Муюхаун, вот эти черные горы, которые мы обсуждали, Руслан, с Л.А. Масикус, я полностью поддерживаю, вот где у нас стоял форпост из Уарствай, они же, начиная от Бамута, грубо говоря, ну, возьмем с нашей территории соседей, я не буду трогать. Начиная от Бамута, вот имеется в предгорье Ювы, Ачхой-Мартан, Бамут, Урус-Мартан, Шатой, начиная от Ech-Ахмерджи, Цут-Едуин, да, потом Шатой, за Шатоем у нас идет дальше там Курчалой, Шали, Курчалой, и вот так вот это предгорье Ювы защитное. Эта полоса до самого уха, где жили наши острова, имеется в виду, это защита. Потом шла вторая кордонная линия, то есть за Шатоем, уже ближе, Шатой, Чакмавяльнаха, уже Шютани и Тонхалан Юкаев, второй. И последний уже сам, и Тибулус Май, Гюржит, Мадозан, Халташи, и Аргунский, Ушали воющик, и Нашхай воющик, Камекти, Геомаяцига. Мы дальше и уходили. То есть, куда дальше идти? Или на ледники, или грузинам. Но поскольку в то время Грузия сама воевала с Тамерланом, у нее не было места туда уходить. Гюржиш Агучубяхкин Магалеевич, это не так просто было. Просто место, где смогли скрыться. И на самом деле многие не могут предложить вообще как-то заняться этим. Но даже этих людей, где было хоронить, они же не пришли туда, там, Тамерлан пришел, мы на одну неделю пришли, ушли, мы, да, эта местность, там скрывались, смотри, с конца, он был 1386 год, то есть конец 14 века, и до конца 15 века фактически там, пока зализывали эти раны, это 50-100 лет, людей где-то нужно было хоронить, катакомбы, нужно было чем-то питаться, а местность это Инстан Вайдуц, даже с Хайбаха, в начале люди, которые обсуждали, там же речь шла,
как у нас же есть тоже такие пессимисты, знаешь, которые, да 300 стек белацерцigi, а сегодня ты находишь до сих пор при этих раскопках, он рассказывал, ты, наверное, прекрасно это знаешь, находишь человеческие кости. Что уже говорить о дальше? Находит до сих пор кости. Это после всего, что захоронили. Это после всего, что уже сделали. Это же не коровьи кости там находят, не из скота, а человеческие кости. Вполне возможно, все, что мы и сегодня, я почему, Эльчхана, почему я не удивился, когда ты сказал насчет того, что сделать такой же мемориал в другом месте маловероятно и не посмели. Я могу объяснить почему. Чтобы вы понимали, о Хайбахе сняли фильм «Приказано забыть». Не забывайте, Министерство культуры запретило показывать этот фильм. Да. Несмотря на то, что он был снят, уже все сделано, все как бы на документах и все остальное. Но все-таки не позволили, не показали. И сегодня, несмотря, потому что это трагедия нашего народа, боль нашего народа, сегодня построить мемориал в Высокогорье, куда тысячами паломников идут, это паломников Бога. Опять же, мы не говорим о том, что о разжигании межнациональной войны или о месте. Нет, не об этом. Чтобы потомки помнили, что здесь произошла трагедия, что это было. Иместь яшельче, иместь гюржишнёш, иместь цалле сашьекуёч. Ну да. Никаких разговоров, потому что мы знаем, кто был... Исполнитель, кто был, заказчик, кто был... Мы знаем, кто был русский солдат был исполнитель. А именно тот, кто отдал этот приказ, который принял это решение без согласования. Принял решение, был Берия. Отдал приказ закрыть, был Гвишяне. Принял решение, а надо ради справедливости сказать, был не Берия. Потому что есть письмо, потому что есть письмо Гвишяне, где он объясняет это Берии, почему он так сделал. То есть, все понял, да? Гвишяне полностью виноват в этом. Он пистил то, что я вот это сделал, потому что, конечно, его никто там за преступление против человечества, медаль. Да, он был награжден за это. Да, умер он, конечно, в нищете, в забвении, там, дальше, бегом при жизни, бино от саган. Но приказ отдал именно вот этот Михаил Гюшьяни, Коман Гюржи Олш. Но, опять-таки, мы же не обвиняем, да, в Гюриш войнах Багинца Бовой, Ахар войнах Багинца Бовой. Ну, произошло. Из-за истории, да, ну, и когда у нас началась вот эта работа по восстановлению вот этих объектов, до Хуайир, Шерер, и Кецацана, Башниш, Юлич, Дейлда, Аскутер, Уэльмер, Вана, Хайбах, я унцадутинш, Хайбах и Содукканю, Хайбах, до Харкач. Ну, почему? Хайбах, я бал там, Ирца, первый. Не, ну, Хайбах, я бал 19 года, Матайни. Имеется в виду, вопрос был не бал, обошла. Вопрос... Ты о мемориале конкретно говоришь? Я именно про мемориал. Да, все, понял. Именно обозначить Хайбах как место этой трагедии. Я про это говорю. И Хайбах, например, приезжает туда Цагидвен, Цагаский Балуш. Это от мемориала, от Шмехти, он даже, это Бахки, это Игаски. Они, знаешь, таким скучающим видом постояли у машины, потом возвращаются, уезжают. После того, как они уезжают, мы находим, значит, пряник, пластиковый, обертка швахкейсон, сейчас миллион холодный кофе, банк швахкейсон. Мы, конечно, их нагнали. Тоже как раз подобрал, что добавишь. Я хен соуцабин, ладно, оршам, хомох чему, ой, от солдара, бун собой, от метки, кто-то лишь, да, от мета, от сюльбу, цена объяснить не уметь гю. Оптимально ларам хлебешун, ара каш душун шадига, ар ишт метти гюшун, ар ишт таве венчун, тхуни, например, талант сигнах бяхтан, лаж волла била сензиерти бяхтан, сан хазмайетсун. Но цаамду чик халуалин соуян хилчик чик халуала аттадат игенеметтигю
Но adam duy تحيوش adam دوختيك هزوغا با تخون تلوخش باتس تخون سجت الحيوش باتس نيس أخني تبوع دودات سرع تبوع جوي يبلش جوي ويديل ريس خيل هربوال تكبي أنشون ديل ريس خيل جزاك الشاش تحقين كان هم يتجوقية تيرياش ها يتحقين نشواتها ها أس إيش هم يتجو تقيتر خم ملو بسلام سو أجر سو يوزوانك والله جيبك باز جيبك سيلرا od niet ja tot hij zei dat je nou niet bonus beerd boys كده دو والله يا تو سحكيت كوسك واخ كويسن صحبان واخ كويسن صحوم واخ كويسن нам это трун кощунство это должен не просто там вообще ценно металл кадацкий озгайский наоборот إيش بالين وش بتيجي إيش بالين وش çünkü وال ليس ألا ديل ده عواوية وابشي عايخد شون ديل واحد çünkü orşam وقعة شاش مش قاتشي رايشون هروم صور تحنيرس مركل تليفون نعم هر باب دغن شو تقول ها شيخ قيسنش ايش قيسن حش حقيد والله وحناش مو اعون صبوت حكمت كلارن باس ويشم طب представляешь уже وعدوا уже аржи لسدينا тут их обгоняет такой уазик. Низкая, ты делаешь, ты решаешь, Ирма бели, чуабол, и такан тучи мечкаю, и кирбел ашбу. Ахшу гажал, и штормет кож, макисер, граф, ла мичая, ла руш. Это нельзя, короче. Он способ, он шлагбаум, он бутербатик, это общестроительная площадка, ласки еще отметкан, именно отметкан диертан, бош, на обитербат, бош, возможно. А так, конечно, Хави Сагига объясняет, что Тиган Бог Галри Бехкер, Бог пол, что отметка, что ладух, и же Хезбехкан Барюша. Значит, Соинц, причина моего захода мемориалом. Выхода в эфир, выхода в эфир Аскумат Башиш Мабой. Значит, из-за Талан Хушлюис, я уверен, что Кано уже ял хаз осветить, тигам телевидение йох, осветить, я хаз, и тем более очень дощечек дует, которая вот памятная доска, она четко разъяснит, что там произошло. Так, мемориал, эскиз генеца, он эскиз, значит, это в виде вот пламени Аллах Дуашлуис. Да. Вот, задумка великолепная, конечно, хорошая. Да, эскиз жодикю. Болга тигад, на самом деле, дел да был на совесть беш был. От болга, че тасвел валша. Юни у Исюли будут, то есть, Шавик, все, кто задействован в этом, все прекрасно это понимают. А Исюли сейчас проекция дают чуть нормально, да, было? Нормально, да, нет, мы соблюдаем, мы идем по графику, идем, боятся, донный, что юрса тюашани, было нормально, объючку. Инс аса губар, инс элер, кашо, наш ловать, но до наш хой, ища момент ошки, чего момент тига субботник, где что саналось, был наш хой. Причем активисты, которые регулярно тик, метк шбелш, ищ ховор, его идеал да вох, сумуца вох. Так хайбаха из-за мела значим метигиой масана. Так аса напластал виш сабахес. Он да дел ихетнет, свой шварт напластил был уэдиглэр что. Вот в один день до тег синц эллс даже бодиется бог, бобиется бог. Тига на самом деле хабакна хардушун конкретно дадиш элла тига самадат. Но талан войны, то, что вой нахана имеет значимую юхач, тиг цадде билигал дахан, о хамел юанчун, о даала до, о малала до, трент абакан чанла до, так хил тиг сагвич, хадуло тромет тига, я ейк якш бушун,
Я ох, кылмады, хотя, чей доктор душу. Пока мы там работаем, мы там, получается, на правах хозяева. Said Muhammad, acht uur schakelt las bosu. Khayt don acht uur don adayta no dahtson. Acht agets dar ve gera arua. Баку ахшайн дел баас, я надеюсь, он не шутит, дед рейсил. Твет связи бойлер, ах, что это дершешал. О, и категорически датеттенду, ах, мадает, ах, уж халдац. Да, он по кадек мабацу, гулам просто голше, субботник, сан хун голske, годар до тига двишлей. Вот, тига, кита годац, ах, уж халдац, ах, что тига, сирди дольши, я улиди дольш, сама дац, ах, все это есть. Это Бога щир для своего внутреннего удовлетворения. As kaykan bom benelon serkes bek, alam alas katauza ala edoi. Mas serge har yok pagod. Пошла, мажал, медийный собу. Значит, ну, я не знаю, вот сколько там у Юни аудитория, но Юни регулярно туда забрасывает, значит, ролики. Цавой цаши блогер, более медийный был блогер, делаешь халадаган, дерши халадаган. Вот хайбах яхтаган, кицама цада, хотя бы там, не знаю, рядом постоять, поснимать там, что ажал умеет, что хайбах яванир, и хайбах юаш, хайбах харю. Цада билгал дехкан, там массово, человек 20, 30, 40, 50. Хоз гоппа, дадаган, оба. Сосиг ловиешу, сюгер цакес якял, сосиг юа ловиешу, потому что я там одну башню не так подснял, конечно. Запорол косяк, короче. Но в любом случае. Вот, они в этих халях-кан квадроциклю. В данный момент. Уаях-кан из приключения лес, он цитя, но не суть. То есть там есть места, которые ты, ну, даже пешком тебе будет сложно добраться. Так, квадратный километр без башни, без там какого-то. Да, мне рассказывали это. Иметь тига, у меня сейчас, смотрите, у нас очень неплохие, очень хорошие просмотры в Агите. То, что мы с тобой Инстаграм говорим, идет и в Ютубе. В Ютубе тысячами просмотров тоже, альхамдулилля, благодаря нашему старшему поколению. Все, кто пока погода хорошая, многие мне задают и пишут вопросы, а можно туда поехать на приоре, а можно... Валлахи, то, что я видел, там была и семерка, там была и шестерка, там была и приора. И еще в высших местах была, то есть более высоких местах. Рашничул, халдуич, он дико был просто водитель, зажима слил, машин, хушхичан, цикпарат, машин даюч. Ига, хаусал, машин, бляха бела, а что не селись, на чем туда можно доехать? Тига, там лишь ты на основной шиня бухой, тиг бьет. Через Бамут и через Рашничу. Через Бамут бегся бьются. То Бамут его мадяхкер. Что Бамут его дякер. Дякер, лам аккадан цикшул хадяхкер. Рашничу бьют барас. Вот этот Бамут его не голибу, пешкал был не голибу для приор-бахтас, для таких машин. Аркёлчи еще приоритет авал. Аркёлчи размыты буба армия, дик бацпар. Ну, то боцарами, им всех то борца, боча, они его быстро ремонтируют. Чига, единственное там, это аркалочка, тападем, мишун, чига, приоришься, вперед халцеяла, задом халёлчун цикш приор. Значит, давай лучше, но в любом случае, ты хочешь рухчик. Приор, ёлчик, приорит, я лил, девятк лил. Конечно, желательно и задний приводил мощью. И все-таки, сажима дох класса нумкальча, и дал семерк приор. Да, здесь ой, вечер, лулку ланиваю. Пока дождей нету, смотрите, вы вообще рассчитывайтесь на метеослужбу, ориентируйтесь на него. Если в горной части нету дождей, в сухую погоду можно. Если же дожди были, все-таки, конечно, вас Патриот, Нева,
Вот Да. УАЗик, вот такие машины, конечно, вот Да. они хорошо добираются. Да. Доехать можно. По мере возможности каждый, все, кто приедет. Еще раз, это акция «Камень памяти», мы его назвали. Как бы она ни называлась, придите, положите. По крайней мере, завтра своим детям сможете сказать, что вы соприкоснулись с историей своего народа. Вы положили хоть один камень строительства этого мемориала. И сегодня нам это позволяет, и сегодня это поощряется. Так что максимальное условие. Я понимаю, что я не такой пафосный, как в нашей ММА, там вот эти другие блогеры. Это моя жизнь, наша история, наши адаты, традиции, география. Когда-нибудь, сегодня вы молодые, сегодня вы там при делах крутые, все такие, может быть. Не все, но все-таки. Подумайте сами об этом. Завтра что вы расскажете своим детям? Завтра, если мы забудем о трагедии нашей истории Хайбахи, поверьте, завтра и послезавтра будет еще худшая трагедия, и никто не обратит на это внимания, и забудется это вот так. Как сегодня некоторая молодежь, которая забыла о 2 кровопролитных войнах, они сегодня видят прекрасный Грозный, они не понимают, что было время, мы искали красивое место для одной фотографии. Это буквально недавно, студенческие годы, искали новый дом, перед которым могли сфотографироваться. И фонтан или площадь Туэч, Мелбок. Да, этот Грознефтегаз, вот, да. Поэтому, если у вас есть возможность, особенно, я знаю, многие приезжают там и на раскопку этого же ковчега ездят и так далее. Приезжайте, положите камень, соприкоснитесь со своей историей. Эти эмоции, которые многим кажутся для нас просто пафосными, там, якобы думаете, что там наигранность, валлахи, билахи, сунсус, так бошки, если бы я это не чувствуя, сделал бы это, посмотрите, где жили ваши предки, в каких условиях. Постарайтесь от одной башни, вот, допустим, там, где есть мемориал, оттуда вот дойти до этой башни, где находился Анзор. Вот просто сами постарайтесь пройти и поймете, что туда надо было точно таким же образом носить воду, что нужно было каждый день по 10-20 раз спускаться, и вы поймете, в каких условиях жили ваши предки, и какими воинами они были, и какой у них дönel был, и все остальное. Конечно, это трагедия, поэтому вот, я присоединяюсь к словам нашего уважаемого брата Казбека, призываю каждого, пока не пошли дожди, пока не пошел снег, приезжайте, помогайте. Ну, тебе помогать 10 минут, 15 минут, 20 минут. Все, что нужно. Бога, мы сейчас говорим об одном организованном, организовать один. قيقم جن ويلي قيقم ما تعنوق شنو قاخل بيش بات سوق خجال شنو قاخل بيش بو تقوم بو صمور تانليش دينا نوق شغال قاخل دو تيرا مايو دو شكولي شو وي هاي بقى ما بكبر خيمو يو تعمل تيرا مايو تيجا تيرا خيمو не خيمو بس تير مت يوتام يمين غلدم مخكها школ شو ايش отцо лукца багина тужо нах багина это для них тоже трагедия. Белхибая, все народы Белхибая. Дела, хаз доадяш, хаз ночи галгай. Табюниш, والله سجما متك باش والله صورة مر والله ورور соталеш дина. Таданч лгоднош кан, например, со свадьбы хайханор, со свадьбы цевич, сотан хайбахи халир виш, халдат. Но со хайбахи вит, алла со цигбор. Значит, тагана Бога гуду то, что показать таналеч дина таняк эрбехни танах амрделла харие харавая тебошлол варин еш мемориал юй таган вай от амри дэштол си гой чой си доцуман валлай догой цуман чо си ма доцун тан азюгат акабах и мемориал е вехар вол и мемориал е повас вайнак бен Войнак бен цакюгл ховац и евехарош. Они не посмеют сделать этот мемориал. Значит, таланат ешхач хаз масан хаз дел антик бошун. Чиг до дельфинари цебют, шесими хатвити, шебеш вити, шесими мехабошун. Хаз хадвити, хаз
سونيت أسوديت وسكازستاني بين وليزا ساعة مرتم هو ورونيس سون والله سون شو خزم خيات يريس إشي إك أنت تعاقد بين حاجات إشتر هرمت كيشونال خز ساعة سنة دعم كيوكشلاتس так вот это и есть правильное воспитание и юнит воспитание إذا كون خيقي أوغيرشو أي دو كارتليون شل سايتات ميشاووتو وشوردات ميشاووتو أتليون شو ولي يلدوتوش إذا طبعا تعلق تاب перспективное воспитание, и дюзел хвайдал иман чавиш масанки бойл, но и дюзел хво, короче, уже в зоне рискового. А если таган, ажал иш хардушун, она цик халабоваш, бусал дину дудовзича, нохче гилку дудовзич, нохче истории дахлёч, изайовзич, татан лишь надо и там букас. Сундер вайбога, вот этот призыв, он не связан с тем, что тун нахвастал, что он целуешь нахвастал, дел риетниц. Тхошвартду каждый щеще участок кахюкшу. Так охтан лежди на одрашни чурнахи, очей хайпхой, очеш нашхой, тун юшер элч, ошек алерцет юш хабох. Таган идон нашхой буй чинхой буй бенвой буй орствой буй там кидеш буй алцаллик сакастан боч, шадек танохчик анду. Дела шива ищек, это не означает цевенок бабл швац. Форни цацни ни слово, хунце ни слово, но один день толдекан. О отдина хави анчун дал мула, дел шеда, дал урдушун, мал урдушун, хаз вайн. دقت صدر مالت صدر باغ باید دعوت. صبوح تخيل. صبوح أردر. زابر يو سويول الغوية تدرس جسده سراز تجي حاجة يوني قلت يا واج يوني أوغا إتسا تعرف حلوان شينا تيامش والله إيه صوت عيونك معمل بيتاس ويوني حولها هرشيلو شو ويحولها يا أمي أنت أخي بابي بوا سندل يوني даже счастье юж бабе шужун поэтому что ты аж он значит любой день можно любой день أسين ساعات شجر قيقم بوش أحرز هاي эфире дала я не знаю там ну просто хайгер саат любой дат микштушун скорее всего самый на удобный это суббота бывает вот можно если погода позволит вот на следующую субботу значит еще он волчу хотя хамиш шума да цалвеч они ну на субботу ориентировочно а уже на следующую субботу. Уважаемые мои друзья, к сожалению, моему брату Казбеку эфир третьей части. Вот так, уважаемые мои друзья, Ибраим, сохранится третью часть. Инстаграм отключила у нас, мы, к сожалению, мы не можем сохранить, видать, из-за того, что через VPN. Я прошу всех, кто сейчас смотрит завершающую часть нашего эфира, все, что сказал наш брат Казбек, вы и прямой эфир мой, третья часть нашего эфира с Казбеком, посмотрите на нашем YouTube канале bashlam.39live.
Все в Ютубе есть. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Посмотрите там. К сожалению, у меня закончился трафик, он выкинул, я не успел сохранить это. Валлахи, биллахи, талахи. Не по моей собственной воле. Вот такова вот, к сожалению, сейчас, в данный момент, ситуация с Инстаграм. На этом я завершу, наверное, свой эфир. Сегодня было много разного, хорошего, плохого. К сожалению, может быть, я не успел ответить на ваши вопросы из-за того, что я даже только половина закончил отвечать на ютубовские вопросы. Завтра, если у меня получится, я уже не могу гарантировать. Сегодня я, к сожалению, очень много провел эфирного времени, не рассчитал. Я рассчитывал, что сегодня чуть-чуть, завтра чуть-чуть разделить, но, к сожалению, съел все. Зашел я в 11 часу, сейчас уже 3 час, съел весь свой трафик, поэтому хочу просто попрощаться, сказать, что это я не отключал Казбек, Сунгандирвал ваша, это вот такая вот, к сожалению, пока ситуация с Инстаграм. Тебя я понял, позвать всем про хайбах мы расскажем, всем желающим посмотрите в YouTube. Если у вас есть вопросы касаемо, пишите в директ, пишите в Инстаграм, в Фейсбук, в личку. Я обязательно отвечу на ваши вопросы. Если я каким-то образом кого-то обидел, я прошу ради Всевышнего Аллаха простить меня. Никого обижать или задеть, или оскорбить я не хотел. Просто, да, порой бывают эмоции, нужно быть более хладнокровным. Хочется мира, добра, всего хорошего, но, к сожалению, не все люди понимают и все равно из-за своей ненависти и комплекса неполноценности пытаются залезть в чужой огород и рассказывать ему, как он жил, как он должен жить и как он будет жить. Мы никогда сами в чужой не лезли огород и свой залазить никому не позволили. Мы ночью, у нас есть своя история, свои традиции, культуры. С нами можно только по-хорошему. По-плохому мы сами умеем, но свой адрес не позволяем. Не забывайте об этом. Всем желаю мира, добра. Так, 2 человека сегодня вроде бы задонатили, да? 2 человека, которые задонатили. Аллах дал савешу, доната дал дадвал. Завтра, если получится, у нас эфир в часов 10-11. Я постараюсь сделать. Если не получится, если я не выйду в эфир, значит, знаете, что у меня не вариант, короче. По техническим, по техническим неполадкам не получилось. Вот. Ибраим Хундерес Хил, Казбек Хундерес Хил, Сай Эхту Мобильна со эфире Вал Хаджару. У нас еще будут интересные видео. Башлам. Надо говорить как есть. Чах Ахреев, Дахкильгов и другие ингушские этнографы и лингвисты писали, что ингуши говорят на одном из диалектов чеченского языка, не этого ингушского языка. Я-то понимаю, но есть какая-то политика, есть какое-то понимание того, что мы не будем трогать их, они не будут трогать нас, потому что я пытаюсь придерживаться этого, и если нас не трогают, мы будем заниматься своей историей, делать все, что мы можем, как говорится. Так, прошу не обижаться, соцсети. Я на связи, если что, связи Аду. Не забывайте лайкать наши посты, комментарии, оставлять 1-2 комментария. Масир Ади Кёйл, связи Аду. Марш Айл Бюстали Галер. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Массе бюстей алло. Всем всего хорошего.